Потихоньку. Достар, hazır bugün мен başka TikTok'umdan çıkam. Вот, где короче, свет уже вырубили. Поздно я выхожу сегодня. Шулай болып шықты енді ол. Так, қайырлы түн, бүтінігізге. Башқұртстанда 4 утра, где-то там 2 утра. Точнее, ну, до ночи, где-то 4 утра, а так 2 ночи. Так. Сейчас я TikTok тоже врублю, наверное, не знаю. TikTok, блин. Просто у меня нету второго держателя при мне. У меня один только держатель, и очень тяжело. Надо поискать где-нибудь новый держатель такой. Шумдыхан ушла. Выхода нету. Будем импровизировать. Куда воткнуть это. Стояла она. Так, бүгін тема эфира тоже не написал, потому что будем читать, будем Беркише утра. Так, сейчас я начну здесь эфир. Фонарик я вытащил свой, чтобы чуть-чуть хотя бы светило что-то, да? Вот этот вообще не знаю, как его присобачить. Куда прислонить его, не знаю даже. Рядом прислонить только. Не шлепнется мекен. Ну, придется вот так, да, присобачить. Ой-ой-ой. Так. Все, вот, надеюсь, вот так будет нормально. Ага. Чтобы не шлепнулся телефон. Надеюсь, меня слышно будет. Но я более-менее посветил. А вот так видно, да? Надо закрывать, да? Короче, я себе этот, чтобы не засыпать, заварил себе чуть-чуть кофе, вон там взял. Короче, начнем. Так, ассаламу алейкум рахматуллахи баракату всем. 3 человека в Ютубе, 1 человек в ТикТоке. Вышел я с другого ТикТока, короче, потому что тот ТикТок, который я уже 100 лет использую, в нем очень мало людей сидят почему-то. Вот так. Он какой-то стал нерентабельный. Так, меня, надеюсь, везде этот слышно, да? Ну, я хотел вообще начать тему такую насчет земель, потому что несколько дней я вел эфир, и люди, надеюсь, меня слышно везде, в ТикТоке, в Ютубе меня слышно, надеюсь. Я чуть, так сказать, не близко сижу. Ну, уж недалеко вроде бы. Ой. Ну, более-менее, да, меня видно же. Резкости нету, ни хера, короче. Ну, потому что темно больно сильно. Зерна, пипец. Ладно. Ну, увидел сегодня какой-то видос, закинул себе в телеграм-канал, как русская община против нерусских.
как в России идет притеснение народов на их родных землях. И вот такая всякая дичь. Но я хотел, ну я его озвучил, в ТикТок закинул, мини-видосик. Но хотелось бы его посмотреть вместе с вами, послушать там, если получится, вот, озвучить то, что я увидел там. Вот. И потом дальше начнем уже что-то читать, так сказать. Что-то будем читать какие-то вещи. Давайте начнем вот с него, с этого видосика. О чем там говорится. Не знаю, кто он такой. Россия для русских или для всех? Если кто узнает, скажите. Выходит из Польши какой-то чувак. Блин, видно, нет? И этот многонациональный народ бросают на войну вроде других государств, но почему-то в самой России отношение к своим другое. Это не многонациональный народ Российской Федерации, оказывается, это русские и какие-то еще другие непонятные вроде как народ. И есть такая всем известная русская община, которая по сути государственная неонацистская организация, которая создана... Это я вчера, когда эфир вел, или, ну, короче, вчерашний видос. Она делает для развала Российской Федерации, наверное, больше, чем все наши информационные ресурсы вместе взятые. Потому что так как шатать единство России, так как шатают их сами русские, наверное, надо еще постараться. И вот буквально на днях в городе Уфа, в Башкортостане, некие активисты русской общины ходили, расклеивали листовки русской общины. Давайте посмотрим, как это происходило. Вот паренек. Это все в Уфе происходит. Так. Вроде простой, там русский парень. Ну, клеит какие-то листовочки, мало ли кто какие политические листовки клеит. Попробуйте вы поклеить какую-то политическую. Да, я на складе в Аусбери. Что-то спугнуло парня. И он уже в Подольске, в Москве. Он не доклеил листовочку. Девушка прошла, наш боец. Вот 30 километров, вот до Москвы Русич. хочу дойти. Алло, Русич, где? О, возвращается смелый Русич и доклеивает листовочку. Так, доклеил. Фотографирует отчет для куратора. Потому что надо сфотографировать, что действительно поклеил. И гордо уходит клеить дальше. Давайте посмотрим, что же это за листовка. Конкретно это листовка из Уфы. Там фотография немножко нечетко видно, но по тексту абсолютно та же листовка, что и листовка из Ростова. У нас есть более четкая фотография листовки из русская община Ростов. В Уфе абсолютно точно такая же листовка, только вместо Ростов-Уфа. Это табло, который рассылается всем региональным представителям русской общины, и они просто меняют название своего города, печатают и распространяют. Давайте же посмотрим, что ж такого эти простые русские ребята расписывают на этих листовках. И официально, да, русская община Ростов. Шрифт такой прям церковно-славянский. В связи с непрекращающейся волной преступлений, совершаемых выходцами из Северного Кавказа и Средней Азии против местного русского населения в нашем регионе, русская община официально призывает. Давайте напомним, что Северный Кавказ – это часть Российской Федерации. То есть республики Северного Кавказа, они входят в территорию Российской Федерации. Это Чечня, Ингушетия, Дагестан. И почему-то граждане Российской Федерации не приемлят
других граждан Российской Федерации. Российской Федерации, кстати. Хорошая идейка так называть. Да, позже. Русская община призывает всех русских людей, православных христиан, объединиться и оказывать сопротивление всякому басурманину и дикому городу на улицах наших городов. То есть вы поняли, ребята, когда вас... Бастурманы, опять бастурманы. Да, давайте за Россию, СВО, ладно, понят, умирать в другую страну за интересы Москвы и вот этого имперского народа, тут вы Россия. А когда русская община клеит листовки, да, то вы басурмане и дикие горцы на улицах наших городов. То есть вы поняли? Это русские города, не российские. Вам говорят, мы многонациональный народ Российской Федерации, мы все за нашу Что за Россиюшку. акцент у этого Потому что чувака? это наши Как города. вы думаете, кто он А по вы нации? дикие горцы, вы басурмане. Когда в России говорят, что в России разные религии и так дальше, но тебя называют басурманином. И больше того, если мы смотрим листовки, которые Привет. Всем привет. юноша были в городе Уфе, Башкортостан, мусульманский регион, У него исторический мусульманский регион. акцент у Там него, знаете, какой? русские появились лет 300 Как будто назад, молдаванин он. 300-400 лет назад сколько. И русские там составляют треть. Но они развешивают листовки про басурман в сердце Башкортостана. Наша цель – искоренить намазы и никабы в общественных местах, преодолеть демографический дисбаланс, ужесточить законопослушность среди чужаков и приучить, наконец, приезжих специалистов к русскому порядку и закону. То есть ребята из Северного Кавказа, все, которые надрываются, умирая за Россию сейчас, в специальной военной операции, да, вы чужаки. Когда вы идете умирать за империю, вы молодцы, вам похлопают, маме дадут какую-то грамоту, выпишут, да, что сыночек умер за Россию, может еще пельмени какие-то. Пачка. А тут вы чужаки. Вас надо приучить, наконец, к русскому порядку и закону. Вот так. Да, ну короче, мы суть поняли. Речь не об этом. Эта речь у нас каждый день во всех эфирах происходит, как бы проблем нету. Очень тяжело слышно, блядь, пиздец. Очень тихо говорит, нахуй, блядь, пиздец. Без микрофона говорит, сидит, ну это вообще пиздец. Ладно, хоть громче говорил бы. Ни хера не слышно, шум у меня притом тут. В итоге, что я хочу сказать. Несколько дней я вел эфиры. Вот, сегодня выполз я на эфир, ну, в том же месте уж почти, да, ведь я выполз. Ну, свет у нас уже вырубили, все. Короче, тихий час. Время у нас 12:30. Вот, что я хочу сказать. Карта. Меня волновала карта. Эти дни, когда я эфирил, очень много комментариев было. И хочу, так сказать, напомнить, новичкам, как говорится, донести, что именно суть этого канала, и плюс еще я открыл новый канал, так что вы можете смело подписываться туда. Новый канал у меня называется Идель-Урал и Туркестан. Вот, если что, можете как бы туда тоже подписываться. Там только один человек подписался, я даже со своих, так сказать, других аккаунтов не подписался еще даже. Не до этого было. Я вел вчера эфир, и вот перед эфиром я загрузил одно видео, и там было просмотров 780 сегодня, оказывается. Я сейчас проверил, 780 просмотров. И тут вот будем отвечать на такие кое-какие вопросы, которые меня прям выбешивают. И тут вот я их сделал скринами.
скрин сделал. Помните? Скрины делал. В телеграм-канале я его сейчас почитаем. И тут как раз таки вопрос. Бот какой-то 84 пишет, блин. Если ты бот 84 тут есть, вот я тебе буду сегодня лично отвечать. И, конечно, другим новичкам и подписчикам и так далее. А вы смотрели на карту России? Вопрос. Где Татарстан и Башкирия? Вопрос. Это будут анклавы в составе России? Вопрос. Почему вы с русским жить в мире не хотите? Вопрос. Зачем читать намаз в общественном месте? Вопрос. До хрена вопросов. Второй, кто писал. Сейчас второй тоже мы прочитаем. Юзер Хуекс какой-то, блядь, пишет. Независимые республики? Вопрос. Вы вспомните, что с прибалтами стало? Восклицательно. Их использовали как рабочую силу теперь украинцев. В 90-х ее пытались разорвать изнутри. США очкерцев финансировала. Очкерцев. А США очкерцев финансировали. Каких очкерцев? Кто такие очкерцы? Вопрос, блядь. Тоже непонятно. Окей, это херня. Суть самое главное, берем тут по территориям, короче, вот этим темам. Именно мы, наверное, будем моментами это напоминать. И потом дальше продолжим кое-какие там, я нашел, откопал кое-какие вещи. И их тоже прочитаем. Может, как говорится, вам, как говорится, где-то что-то аукнется. И вот, что я хочу сказать по территориям. Сегодня давайте будем смотреть карту. В тот день я как бы не мог уже и карту открывать, то все рассказывать вам про карты. Именно вот вопрос того, что висела у этого карта сзади, видели, да, 2030 года Россия типа будет ну, свободная. Этим я не согласен, вы, как говорится, прекрасно знаете. Заходим вот в Google карту, у меня как бы Яндекса нету, вот Google карта, ну, так сказать, зеленая, все вот это зеленое, это, так сказать, в данный момент это пидорасия. И тут вот та карта, которую мы разговаривали об этом, мы всегда говорили об этом, уже 1000 раз я говорил, она больно сильно, ну, так сказать, расчленена на разные цвета. Расчленена на какие-то огромные территории, непонятно, и на какие-то странные территории. И вот на мое усмотрение, слева или справа мы начнем, но давайте начнем со стороны Сахалина. Эти территории, которые там на карте, показаны были, конечно, эту карту невозможно открыть, я его пытался увеличить, но тяжело увеличить ту карту, даже эту невозможно увеличить. Получается, вот в Google карте самое плохое то, что фигово, то, что ты не можешь посмотреть, как называются эти земли. Где-то надо, я не знаю, выучить, вызубрить, запомнить, что ли, чтобы говорить, какие там в данный момент, какие там земли и чьи они, ну, как, под какие республики, так сказать. Поэтому Google карту очень тяжело, так сказать, смотреть. Если мы его берем, так как этот просмотр. И тут вот, когда идет там разделение, я как всегда говорил, разделение Сахалина и Камчатки и так далее, вот эти все вещи, очень тяжело, нет, невозможно даже до города докопаться, до такой степени Google ненавидит эту пидорасию, что даже он не вытаскивает их, блядь, ну, в нормальном виде, но не показывает это сраная Google карта. Тяжело надо прям
внутрь втыкаться, а в других странах, допустим, в Европе не надо много втыкаться, он сразу выводит. Вот видите, Франкфурт, Мранкфурт, сразу выходит карта. А Россия не выходит вообще, блядь. Надо очень, блядь, увеличивать, чтобы попасть в сраную эту российскую какую-то, блядь, деревню, блядь. Невозможно воткнуться. Очень тяжело. Чтобы даже город какой-то, главный город прочитать, очень тяжело. Надо больно сильно расширять его, так сказать, приближать. Вот. И что я хочу сказать? Именно этому вопросу, почему там анклав, манклав, да, ведь мы вам говорили, что анклавов у нас никаких не будет между нами. Между нами, вот, допустим, начиная с Сахалина, если мы посмотрим, ну, не знаю, будет видно, нет? Ну, вот Сахалин, да? Так, и в ТикТок, и в этот покажем. Вот Сахалин, вот это все куски, там заканчивается это Камчатка, Сахалин, начинается этот Аляска ебаная. Короче, да ведь? В итоге, что как получается? Вот эти все земли, вот эти земли, они очень близки Японии. Если вы помните, я уже об этом как-то раньше говорил. Вот Япония, видите? И какие-то, блин, вот какие-то, видите, эти острова, это Япония, да? Я вам рассказывал раньше насчет вот этих земель, которые, получается, после развала этой ебучей Москвы, мы будем решать по этим землям. Да, вы можете сказать, бля, какого хуя, ты же из Башкортостана. Но будем решать таким образом, кто дойдет до Москвы, вот эти люди будут, все могут, как говорится, решать. И тут я предлагаю по землям для Японии, как я вам раньше и говорил, блядь, вот по Японии, отдать им, блядь, отрезать, получается, вот здесь, самого с нижнего края, блядь, Владивосток, самый Владивосток, Уссурийск, вот отсюда, все отрезать ебеням и отдать Японии. Отдать Японии. Отдать вот эту часть, блядь, острова, где они хотят взять, блядь. Как раз таки это Сахалин. И вот этот остров Южно-Сахалин, Сахалин, блядь, нахрен тут написано. Вот вся вот эта дичь. Ну так называемый, блядь, остров. Вот эти все края отдать Японии. Для чего? Под таким углом, чтобы эта Япония получается, нам подписалась под оружие, которое нужно будет нам, блядь, использовать против Москвы. Вдруг дойдет до этого. Исходя от этого, там дальше уже, там мы будем, мы представляем, короче, там чья-то земля, вы сможете сказать, блядь, как это так, блядь, и так далее, и так далее. Ну, вот так оно, так. Оно вот так. Исходя от этого, дальше мы уже идем делить, тут Бурятия, Якутия, получается, и так далее, и доходим, давайте покороче все это сделаем, доходим до гребаной этой. Блядь, невозможно открыть, блядь, ебанутая карта это Google. По Тюменям, Екатеринбургом, Челябинском и, как мы понимаем, тут верхняя часть и нижняя часть, которую я вам предлагаю таким образом, так сказать, дойти до моря, расшириться до моря, как раз таки, ну, невозможно это открыть, когда, я не знаю, блин, когда у меня будет, блядь, нормальная возможность показать вам нормально все это дело. Получается, вот здесь, но очень мелко не показывает, да, Челябинск, Екатеринбург. И как всегда я об этом озвучивал, вам всегда говорю, эти земли, Самара, доходим, да, Казань, ну невозможно просто это все вот так, блядь, в уме это запомнить, блядь, уже потом
не ошибиться. Саратов, Волгоград, окей. Так. Мгм. И вот, ответ этому, вот этому комментатору, который говорит, у вас будет, типа, этот, блядь, как это, блядь, анклав. У нас никакого анклава здесь не будет. Почему? Потому что все земли, которые есть между, так сказать, этими республиками, там, между Башкортостаном, Татарстаном и так далее, мы, само собой, мы их как бы будем зажимать, расширяя свои земли. И отдавая какую-то другую часть Казахстану, которая положена по их историческим действиям, мы свои исторические земли будем, как говорится, занимать, а они свои. И тут дальше будем двигаться именно вверх, я примерно озвучил вам. Ну, очень тяжело, блядь, эту тему делать. Вверх вы, как понимаете, там идет Нижний Новгород, Йошкар-Ола и так далее. Идет она до моря, короче. И вот здесь нижняя часть, я в тот день тоже пытался понять, как это происходит насчет этого. Чечни, Махачкала, вот тут идет расширение. И вот тут как раз таки самый интересный момент, который я никогда прям подробно, оказывается, что-то я не помню, говорил. Ого, 105 человек в Ютубе, 2 человека в ТикТоке. В итоге Краснодар, Анапа, Геленджик, это ведь конкретно, так сказать, непонятно, чьи земли будут они. Вот чтобы вот этот мы понять, я вам продиктовываю такую тему, что взять с Дербента, получается, с Дербента, вот Дербент от этого, что за там, Аральское или Каспийское море, с Каспия, короче, расширить по истории, даже если эта история говорит о том, что там были какие-то непонятные, но главное не узкожопые, расширить до Керченского залива, так сказать, до Керчи, грубо говоря, да, ведь, ну, не выходя туда, в Тамань, да, ведь, вот здесь Тамань, Керчь, вся херня, короче. Вот эту всю часть расширить под, так сказать, кавказские земли. Кавказские земли. Почему? Чтобы у нас было соединение с Крымом, с татарскими, крымскими татарами, чтобы дорога эта не обрывалась между Кавказом и крымскими татарами этими узкожопыми землями. Вот наша задача. Чтобы потом вот эти идиоты, которые сидят, блин, и говорят нам анклав, не анклав, чтобы они вот этого не понимали, ну, которые думают, что анклав будет, да, чтобы конкретно уже им дошло, что у нас никакого анклава не будет, и, конечно, тут очень прям разделены, прям на Кавказе очень мелко разделены. Вот Черкесск там, Нальчик, очень вот мелко разделено все. Майкоп, очень вот. И самое интересное, почему-то мы должны, как будто, я не знаю, блядь, гадать, что ли, в этой карте, блядь. Карта так сделана, блядь, Майкоп. А где это, блядь, нахуй, Google до такой степени издевнулся, блядь, над этой пидорасией, что мы даже не знаем, Майкоп к чему относится, блядь. Майкоп это что за хрень? Непонятно, блядь. Мы даже не можем понять, ладно, мы знаем Уфа где, да, а Майкоп где? Майкоп, блядь, я не могу даже сказать, это, блядь,
Ингушетия, что ли, это что это, блядь? Хз, короче. В итоге, короче, с Google карты очень печально, короче. Мы не знаем даже, где, блядь, что, блядь, у кого какие республики, блядь. Хуй поймешь, блядь. В итоге, исходя от этого, если даже я не могу понять, блядь, откуда нахуй москали, или те, которые говорят, блядь, анклав, блядь, вы откуда поймете, если, блядь, мы не можем в этой теме, блядь, пытаемся разобраться, не можем понять, где чьи республики, нахуй, хуй поймешь. До такой степени, до хрена, блядь, что, блядь, мы хуй поломаешь тут, блядь, голову, блядь. Исходя от этого, вот этот промежуток, видите, черными, блядь, как это показать? Вот черное с двух сторон, видите? Казахстан с Украиной. Казахстан с Украиной это вот такой как бы коридор этой ебучей пидорасии. Хуй знает кто там, блядь, Краснодар, блядь, Ростов, непонятно. Всю эту дичь расширить до Воронежа. Можно выше, разницы нету. Это будет зависеть от вашего аппетита. В итоге, примерно я говорю, до Воронежа, и все это сделать Кавказом. Все это сделать Кавказом. Как они там будут делить, это на их усмотрение. Допустим, я как предлагаю вам деление, допустим, как мы Башкортостан с Татарстаном, который я вам предлагаю, берем, получается, от наших краев Казахстана и идем вверх наверх, да ведь? И тут тоже можно будет сделать так же, если эти республики примерно, ну я думаю, так и оно есть, примерно стоят, так сказать, рядышком. Вот, допустим, вот Дербент, Грозный, там, да, ведь, и как они идут снизу вверх. Получается, вниз, как говорится, Грузия, а тут снизу вверх идет, получается, каждая, так сказать, республика. Это и то, мы не знаем, как она, почему разделена, хуй поймешь, как она разделена, там, не знаем. В итоге можно будет идти туда наверх. И вот, вот, Элиста вижу, блядь. Элиста, наверное, эти калмыки, блядь. Элиста это калмыки. Вот исходя от этого, всю эту землю сделать таким образом, чтобы до Воронежа был Кавказ. До Воронежа был Кавказ. И мы поймем, что вот этот именно анклав, который, блядь, они мне лечат, блядь, вот, допустим, я вижу вот Ростов, шахты потом, допустим, наверх идем Россошь какой-то, ну, кто знает, примерно, можете открыть карту тоже, о чем я говорю, чтобы мы тоже понимали. Волгоград, возле Волгограда Ахтубинск, правее уже все, границы Казахстана, Камышин, над Камышиным Саратов. Примерно вы поняли, да? И чуть-чуть тут Урюпинск, ебаный в рот. Урюпинск, блядь. Всегда думаю, что за Урюпинск, нахуй? Они думают, прикалываются. Это на самом деле какой-то ебаный город Урюпинск, если оказывается. Охуеть. Название, да, какой-то Урюп, блядь. Сука, а что не Урюп, блядь? Урюкинс, нахуй. Пиздец, блядь. Короче, и вот тут остается как раз та дичь, ебучая Воронеж, хуй догонишь. Вот здесь остается Воронеж как раз таки, который маячит наверху. Видите, да? Над этой красной хуйней вот Воронеж, вот. Воронеж. Это уже как раз таки мы перешагнем Харьков, высоту Харькова. Ну, примерно я рассказываю вам по карте. И исходя от этого, мы понимаем, это уже будет уравнение этой земли. Балашов там дальше идет правее, потом Саратов. Воронеж чуть выше, оказывается, по, так сказать, градусам выше Саратова. Потом как бы на высоте Балакова, тоже Саратовская область. И вот натыкаемся мы примерно чуть уже выше будет Самара. Самара уже идет выше этого Балакова, и Воронежа, получается, она выше идет. И мы понимаем, что вот этот промежуток уже этой дороги будет полностью очищен от этой нахуй московской мрази. Вот, примерно так я вам объясняю.
И когда мы вспоминаем Алдар-Батыра, по истории Алдар-Батыра, Алдар-Батыр как раз таки скакал оттуда, туда-сюда, туда-сюда скакали, и там у них не было препятствий, были какие-то там донские казаки, были какие-то кто-то, всякие, блядь, Васьки-Петьки, нахуй. Хз, кто там был. В итоге, перешагнув даже эту историю нашу, мы должны порешать конкретно. И полишать, блядь, еще, добавок добавим, эти земли от этих полностью узкожопых. Полностью власть передать тем национальностям, которые будут там рядышком и, как говорится, делить эти земли. Примерно так. Не так, что, блядь, мы будем вспоминать Волгоград, блядь. Волгоград, он нахуй нам сдался. Даже название Волгограда нужно будет сменить, блядь. Чтобы оно нахуй нам не напоминало, блядь, Волгоград какая-то, Волгоград. Что она нахуй? Как Ленинград, блядь. Град, блядь, да, вот это градостроение, блядь. Град это типа город, да, город, град, блядь, ебучий. Вот это у нас не должно быть. Там должно быть что-то там стан, там Пакистан. Вот что-то такое, короче, понимаете, да? Исходя от этого, именно вот этот момент и промежуток, вот этот, как этот гребаный комментатор писал, анклав будет полностью заселен Кавказом. Ну, там они будут сами разбираться, кому, что, как они будут делить эти места. Наша задача донести людям, чтобы между ними никогда не было, блядь, нахуй, так сказать, даже воздуха для узкого мира, блядь. Чтобы нигде там они не были нахуй. Когда я говорю не были нахуй, о том, что вы понимать должны, что не людей там должно быть, не должно быть, блядь. Люди внутри, которые там живут, само собой, в Ростове, везде, блядь. Кто они нахуй, русские, или хохлы, или донские казаки, блядь. Да похуй нам, кто они там. Они останутся в этом, так сказать, грубо скажем, анклаве. Но это будет уже огромный анклав между Украиной и Казахстаном, который будет называться Кавказом. Как хотите, Центральный Кавказ называйте, там хоть, там, не знаю, это Кавказские ханства называйте, там, короче, ханлығы, Кавказ ханлығы, короче, мына жолай. Нәрсе айтсаңыз да, это ваше дело. Мы вам не лезем, вы к нам не лезете. Короче, что хотите, то и делайте там. Суть, главное, куда мы полезем, когда мы полезем, не дай Аллах, чтобы между вами где-то там узкожопые земли не оказались. Вот в чем будет проблема. Также эта тема будет сказана на нашей территории, заканчивая того Сахалина, который будет передаваться японцам. Чтоб, блядь, нигде, сука, не маячили эти узкожопые нахрен мрази. Нигде. Чтоб их нигде не было нахуй. И вот теперь, переходя от Воронежа к Москве, мы дадим им, блядь, нахуй дышать так. Даже я примерно до Воронежа, да, говорил, блядь, больно дохуя у них земель-то остается. Но мы хапугины не будем, оставим уж какие-то земли, чтобы они хотя бы зерно начали сеять, да, блядь. А то, блядь, весь, нахуй, московское болото, нахуй, и Московская область, это торфяники. Там кутак усмаса, башка нарсанда усми, блядь. Там, блядь, я не знаю, блядь, пизда Ивановны только растут, блядь. Там ничего не растет. И исходя от этого, блядь, там только может, блядь, нахуй, там от силы Тула, Калуга, Рязань, вот где-то. И вот эти моменты, вот где-то там они будут заниматься земледелием, нахуй, как миллион лет назад, нахуй. Мотыги мы дадим, нахуй, они будут копать, нахуй, мотыгами и так далее. Ну, я уже, блядь, прикалываюсь. В итоге, короче, вот примерно там они будут жить, нахуй. Примерно там, блядь. Московское болото для них это будет, нахуй, московским болотом, нахуй. Все, мы туда не суемся. И, как я всегда говорю, чтобы эти пидорасы никогда не высовывали свою, нахуй, рожу, блядь, в нашу сторону. Вот примерно вот этот круг, допустим, даже наверх, если посмотрим, Тверь там стоит еще.
но там уже будет решать Ингерманландия. Ингрия будет решать по-свойски. Откуда они, куда, блядь, выделят этим узкожопым, какое расстояние земли от Германландии, как они там его они будут делить, это же нахуй нам не наше дело. Но суть, наш будет совет, само собой, чтобы там не было у них тоже между ними никого. Вот наш совет. Целиком она должна перепадать в это Ингерманландию, короче. А наши земли уже начнутся уже после Рязани, примерно. После Рязани, хоть Сырос Балаян говорит, что Рязань тоже это земли Эрзи или Мокши. Поэтому тут уже получается, если это тоже их земли, это тоже их компетенция будет, нам похуй, короче, сколько они оставят этим москалям, это их будет задача решаема, ну, решать. Тут потом Владимир, ебучий этот, блядь, и Иваново там я вижу, Ярославль и так далее. Вот эта вся хрень тоже, само собой, перейдет там Карелии, как мы говорили, да, и каким-то другим, так сказать, республикам. Но теперь придем к этому. Вот, допустим, такие моменты, Канаш. Канаш это, я не знаю, где это, и Канаш это Чувашия вроде бы, да, Чувашия или что это, я не знаю, какие земли, Чебоксар тут, короче, ну да, Чебоксар, Канаш, да, это вот Чебоксар, Канаш, это все чувашские земли. Исходя вот от этого момента, как я назвал новый канал Идель-Урал, получается, и Туркестан, мы тут уже будем делать уже свои, так сказать, как он мне сказал такой, да, анклавы. Ну, только это не анклавы будут, а конкретные земли, которые будут под нами. Это получается здесь, ну, будем, так сказать, отходить от казахских земель, которые какая-то часть перейдет им, какая-то нам. От этого исходя мы будем понимать, с какой, ну, по истории, как я вам всегда говорю, по истории, от какой края Волги, вот, допустим, Саратов попадает под Волгу, да, понимаете, да? И вся вот эта вода, вся вода почему-то, вот эта Волга не попадает в Казахстан. А по истории, если Саратау, получается, это, так сказать, казахские земли, мы понимаем, значит, их действие войти, получается, в эти территории. Если это будет конкретно честно по истории. Если там такого не будет, хамства по, так сказать, захвату, так сказать, земель. Как эти русские, короче, да, которые сейчас, получается, захватили всю Россию. Моя, не моя, блядь, хуй поймешь, все отобрали, блядь. Вот этого, чтобы не было. И тут, исходя от Саратова, ближе уже по Волге идем в сторону Тольятти и Казанским землям, мы будем конкретно понимать, что Самару, Тольятти тоже нужно будет понимать. Тольятти я вижу вот по карте, получается, верх Волги, Самара низ Волги. Получается, вроде бы они оба стоят на одной правой стороне, ну, по мне, правая сторона, левая сторона это как бы сторона Европы, да, если на карту буду так снизу вверх смотреть. А Сызрань вот именно стоит на той стороне. Как раз таки, когда у меня товарищ, так сказать, машинист был, его отец, и он, короче, машинист электропоезда, он всегда прикалывался. А ты, говорит, знаешь, что 2 часа меняется где-то там, через мост? И он всегда вот напоминал, то ли Сызрань, то ли Тольятти, то ли Самару. Вот какое-то место он напоминал всегда, наверное, Сызрань. Хуякс нахуй с Башкортостана едет, и резко, получается, мост, за мостом, получается, блядь, 2 часа разница, а тут хуякс 4 часа разница, короче, понимаете? Вот, как раз и вот этот момент я вот вспоминаю сейчас. Вроде Сызрань он говорил, потому что в Сызрани есть огромная, блядь, инстанция, депо,
получается, где идет расставление вагонов туда и сюда, и, короче, ну, огромная такая дичь, короче, там, депо, короче. Вот, и наши поезда из Башкортостана, они едут туда, короче, как раз растусовка идет, то все, короче, вот так. Вот, и исходя от этих земель, я больше уже как бы сжимаю к нашим землям, я понимаю, что здесь земли очень сжаты, блядь, от истории Тартарии. Да, если нас называли европейцы тартарами, от Булгар как раз жировал, ну, город Булгар, и сразу Ульяновск. И очень сильно зажатые, блядь, земли. Очень сильно. Потому что я не могу представить по той карте, которую я видел, блядь, итальянском музее, где-то в итальянской какой-то хуйне. Помните, я в прошлом годах я загружал эту карту, где это глобус такой. С двух сторон, ну, так сказать, две карты, два глобуса. Одна половина там, наверное, Америка, другая половина вот эта ебаная пидорасия. А там как раз-таки в этой ебаной пидорасии идет огромная территория Тартарии. Получается, вот эта огромная территория должна какими-то моментами разделиться с Казахстаном и вернуться обратно в Татарию уже. Не в Тартарию, а в Татарстан. Поэтому, когда я вижу, блядь, меня аж, блядь, сука, я психую, нахуй, что Татарстан меньше даже, чем Башкортостан, понимаете, да, смысл? А это не может быть такого, блядь. Это до такой степени откусили, сука, в Самарскую, Ульяновскую область, нахуй, Казань, это уму непостижимо. И этот сраный Ульяновск меня аж выбешивает, нахуй. Это слово Ульяновск, блядь, напоминает Ленина, пидораса лысого этого. Поэтому мы это однозначно будем менять, блядь. Я не знаю, как вы там, хоть ходи такташем его называете, блядь, похуй, но Ульяновск не должен называться вообще, блядь. Выбешивайте эти слова. И к этому добавлю, что тем любителям, которые с одной темы на другую прыгаешь туда-сюда, да похуй, вспомнил, прыгаю, блядь, сряманный сильно нахуй. Корарас. Как раз недавно был сыр-бор насчет Казахстана. И, блядь, пиздец, я охуел, это в Инстаграме я вроде видел. Там была дичь такая, что узкожопая какая-то, подняла хайвай, блядь, нахуй. То, что, блядь, нахуй, где-то в Казахстане меняет улицы Гагарина, блядь, или там Хуярина, блядь, на казахские, блядь, названия улиц, блядь. Вы что, ебанулись, нахуй, а? Вы вообще охуели. И она вышла этим хайваем, блядь, на всю, блядь, аудиторию, жалуется, нахуй, кому-то там России, блядь. То, что вот нашу, блядь, сука, улицу меняют. Вы ебанулись, нахуй, это раз. Вы ебанулись узкожопые, что в Казахстан это Казахстан, блядь. Вы заебали в Башкортостане, блядь, бегать, нахуй, русской общиной, блядь. Заебали вы, нахуй, блядь, в Татарстане мудрить какие-то темы, нахуй. С этими манкуртами, нахуй. А вы, блядь, говорите, блядь, сука, как Безруков пидорас издевался, блядь, нахуй, над узбеком, гели-бели, а вы нахуя тогда в Казахстане хотите оставить свою улицу, нахуй? Объясните, уёбки, вот объясните, блядь. Потом вы мне не говорите, что ты мешаешь темы, блядь. Да вот именно, вот не мешая эти темы не получается, потому что вы идиоты сами, нахуй. Дичь делаете, везде срете, после вас мы не можем разобраться даже вашим ебаным языком. Мы вам доносим, блядь. Если я буду говорить на татарском или на узбекском, или на каком-то еще языке, сука, вы вас заебете, скажете, не бельмес, не бельме, блядь, там, бусурманы. Заебывать начинаете. Вы, уебки, блядь, определитесь, сука. Вот эти всякие названия, блядь, нахуй, Ульяновск и так далее, Тольятти, вы сами сменили. Гондона, вы сами сменили. Кто его менял? Мы, что ли? Я, что ли, блядь? Я в душе не чаю, мне, блядь, сука, 40 лет. Я ебал в рот вас всех, блядь, там. Что вы делали, не знаю, блядь. С этими именами, нахуй. Дрочите, что ли? Мне от того, что ты поменял имя, что дает, нахуй? Что вы хотите сказать, блядь, так сказать, блядь, с 91-го года, блядь, независимый Казахстан, блядь, не имеет права поменять? И ты еще, блядь, вы спасибо скажите, что, блядь, 35 лет еще его, сука, никто не менял, блядь.
Я бы уже тогда поменял в 91 году нахуй. Вот в чем прикол. Здесь еще с опозданием идет там, потому что в Казахстане, Узбекистане как-то ебля нахуй с этими правителями нахуй. Поэтому так не идет, блядь. Почему? Потому что, блядь, в эти правительства попадают какие-то прошмандовки путинского узкого мира. Если туда попадет подобие меня, блядь, как вы меня сказали, нацист нахуй, блядь, именно который, блядь, топит за свою нацию, интерпретировать нахуй нациста, блядь, и миллятче у нас вообще говорится, да, и миллятче это не нацист, блядь, и когда мы говорим, блядь, прям миллят, мы понимаем, что это моя нация, блядь, это моя, блядь, кровь и так далее, а не то, что ты, уебок, бегаешь по Башкортостану и Татарстану со своими флагами и листовками, как в начале эфира, блядь, видос, да, русская община, блядь. Какая нахуй русская община в Башкортостане? Подавно в Казахстане, который будет говорить, почему Гагарина поменяли, почему это поменяли, то все, блядь. Потом началась такая дичь, там комментарии я вам читал, или что, я не знаю, откуда я это я выкопал. Короче, где-то слышал, бля, я же не придумываю это. Байконур тогда почему, блядь? Сунули туда про Байконур потом, блядь. А Байконур при чем? Блядь, Байконур при чем, блядь? В тех комментариях, где меняет улицу, про Байконур пропиздошились еще, блядь. Короче, у них все в перемешку, когда они, сука, злятся или что, блядь, не могут, шопа горит у них, начинается в комментариях, блядь, демагогия дичи, блядь. Несут дичь. И потом, проходя вот эти земли по Тартарии и так далее, мы понимаем, что Казань после захвата пидораса Ивана Грозного, после того, как выставили, блядь, так сказать, надзорные вот эти, в Алдар-Батыре пишется, блядь, эти домики, ну как это называется, блядь, сторожевые хуйни, блядь, в Алдар-Батыре оно называется как-то, блядь, не помню как, короче, вот это. И эта дичь, которая выставлялась по всем вот этим инстанциям, она и разделила эти земли. Она и дала уменьшению. Потому что эта хрень поставилась, идем дальше, Казань, да, поставилась где-то в Оренбурге. И вот я не помню эту фигню, короче. Она поставилась в Оренбурге, и получается эти вышки, ну так будем называть вышками, где рулили узкожопые, чтобы блокпосты, так сказать, блядь, блокпосты того времени, блядь, как там называлось, блядь, по этому литературному, по книжному, я не знаю, блядь, не помню. Вот эти дичи понаставлены были по дороге везде, 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 везде. Вот эти вещи и разделили все эти, блядь, земли, чтобы, блядь, не было какого-то близости с казахами. Вот к чему это было разделено. Не только казахами и разделение там башкортов с другими землями, их землями, там татар, блин, тоже их землями. Разделение этих всех блокпостов понаставили, понатыкали. И таким образом они по периметру сделали такую так вот визуальную, так сказать, защиту, чтобы туда пройдешь, кирпич на голову упадет, та-та-та, блядь, умрешь. Вот типа того. Поэтому, вот, смотря на эту карту, реально Татарстан половина Башкортостана, можно сказать, блядь. Вот реально, вот просто, ну, здесь не увидите эту хрень. Ну, сами можете у себя Яндекс.Карту открыть и посмотреть. Половина, верхушка Башкортостана, если вот так соединять в пазл, она как раз таки подсядет, блин, на половину Башкортостана. А там половина Башкортостана тоже не так уж и большая, но, грубо говоря, Татарстан это два Башкортостана. Грубо говоря. Это уму непостижимая вещь. Почему она до такой степени уменьшилась? Когда мы видим итальянскую карту Тартарии, она, ёпарасоте, там, я не знаю, блин, наверное, может она и в корень начинает из московских болот, это Тартария, из, я не знаю, конец его где. Надо посмотреть. Вот это вся была Тартария, понимаете?
И поэтому, когда я смотрю, как будто бы эта карта всего лишь одного города Казань. Ну, потому что она и торчит, Казань торчит, понимаете, блин? Почему-то она прямо торчит. Вот я такой сделал, я не знаю, вот Москва торчит, Казань торчит, почему-то Екатеринбург, Челябинск торчит, Тюмень, Омск. Все, другие места не видно. Это получается, Google до такой степени, так сказать, знает, какие города увеличить. Прикиньте, вот я такой сейчас увеличение поставил, да, что дает оно сверкаться только вот этим городам. Почему-то не видно даже Тюмени не видно. Исходя от этого, мы понимаем, что такие главные, так сказать, города, даже для этого Гугла, они сверкают, прям видно. Даже Уфы не видно, понимаете? Вот, охуеть, как надо расширять потом. И вот, давайте дальше пройдемся. Набережные Челны, оно прям, само собой, оно прям, я не знаю, блядь, по карте, если так посмотреть, она как будто бы оторвана от Башкортостана. Вот прикиньте, вот кусок набережной Челны, она прям оторвана от Башкортостана и глубь зашла в Башкортостан, их земли. Это тоже звоночек тому, что разделение Башкортостана с Татарстаном тоже проводилось под пизделадушкой, грубо говоря. Эти земли разделены не по-нашему нахуй. Это явно что-то деление шло как-то по-долбоебски. Это конкретно. И тут, пройдя уже Аша, Сим, Усть-Катав, Тригорье, как мы понимаем, Руслан Габасов тоже об этом говорил, что это наши земли. И в Алдар-Батыре вроде бы об этом говорится, что до Миаса, Миас даже, блядь, слово само говорит, какого хуя, Чебаркуль, блядь, какого черта оно вообще делает в Челябинске, блядь. Откуда нахуй этот Челябе вообще нарисовался там? Поэтому, исходя от этого, весь этот Челябинск, Екатеринбург, какую-то часть отрежем, Тюмень прям после Екатеринбурга, вот сейчас я увидел. И вся вот эта тема будет расширена до такой степени, чтобы вот эти узкожопые мне не орали потом анклав, блядь. Мы расширим столько, допустим, я думал, до Екатеринбурга где-то будем отжимать, потом дальше какую-то республику делать. Но мы будем смотреть. Может, мы сделаем отдельно для Кучум-хана, для Сыбір-татарларға отдельно территорию. Эту тему я как бы не задумывался раньше. Вот эта тема сейчас вот как новая тема для кучумовских туганов, можно так сказать. Отдельно мы будем делать, может, так сказать, наш анклав, блядь, который не будет делиться ничем, никем. Будет тюменская какая-то земля, тоже параллельно, совместно будет идти бок о бок с Екатеринбургом, так сказать, бывшим, будет слипаться с Башкортостаном. Поэтому теперь будем конкретно к этому подходить. Наверх идет, вы как понимаете, Башкортостан üstünde Пермь. Здесь где-то еще Курганская область есть. Да? Курганская область, хуево, где она, блядь? Где-то тут. Ну вот видите, по областям тяжело смотреть. Вот это, наверное, Курганская область. Это вот это, где... если там... Ну вот это Тюменская область, да? Потом над Тюменью вроде бы есть Курганская область должна быть, но оно не показано здесь. И у них будет какой-то город нормальный, название, которое Саранпауль, Хурумпауль, блядь. Хурумпауль, пиздец, блядь. Я охуеваю здесь. Короче, Усть-Маня, Агириш, Югорск, Зеленоборск, блядь. Ну, это тут
крышу, черт, крышу поменяет, был, крышу. Блять, манда чокнешься, короче. В итоге, Qozon xonlig'ini ola turgan bo'lsak, Qozon xonlig'i, оно и вверх, и вниз, оно было огромное. Получается, не зря оно тянулось до Кучумовских. Кучумовские, мы как понимаем, это перемешанные татары с казахами и нагайцами. Примерно так, как я слышал. Исходя от этого, Казань мы можем расширить, оказывается, до Тюменской области этой пидорасии в данный момент. Поэтому, исходя от этого, Тюмень, Башкортостан и Казань мы можем сделать примерно на одном уровне и пойти вверх. Вверх пойти к морям вот этой новой земле. Ну, чтобы вы понимали, новая земля. Давайте покажу, чтобы вы потом вот эти узкожопые мне мозга не ебли. Примерно вот так. Вот новая земля. Вот до новой земли, исходя от этого, Казань, ну, Казань я буду говорить, Татарстан и расширение до Тюмени, мы смело можем эту землю поднять. Ну вот, допустим, я сделаю вот край, короче, Казань с Чувашией. Чувашия тоже, само собой, она не отделяется от нас. Это Идель-Урал. И тут вот как раз край Тюмени, да. Неизвестно, как мы будем его расширять, до какого. Вот, ну, очень тяжело, как его, блин, показать вам. Дебилизм, оно теряется, короче. И вот этот вот верх, получается, ну, примерно вот по краям, если смотреть на этот телефон, вот с края красного и вот этот Тюмень, здесь получается этот, мы идем наверх, расширяясь, и получается огромная территория, которая разделит эту ебучую пидорасию раз и навсегда. Вот наша задача, понимаете? Вот наша задача разделить эту территорию. Вот наша задача. Блядь, темно, черт возьми. Вроде на зарядке. Вот, разделите эту РФ, короче, да? РФию эту, как эти говорят. Полностью. И мы тогда образуем, оказывается, огромную землю. Ну вот как-то, я не знаю, как показать. Давайте вот сейчас покажу. Вот эта огромная земля, представили, да? Вот эта огромная земля. Вот низ Казахстан. Вверх получается все вот это по бокам, все вот от красного туда-сюда, налево-направо. Все это, вот этот квадрат будет наши земли. Чтобы вы... Да, благодарю, я потом, иншаллах, почитаю комментарии. Вот эти. Получается, это будет огромная земля, которая будет загонять со своих земель воду вниз в сухие районы пустыни Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Афганистана и даже, может, Ирана, если оно надо будет. Но в тот же момент мы можем с той воды, вот Карское море, тут Баренцево море, ну, блядь, там воды больше, по идее, да, чем суша, поймите. Воды хуево туча. И мы эту воду мы можем как бы перекидывать в эти, получается, каналы, которые я, иншаллах, планирую создать, да, каналы, которые мы будем рыть, которые будут перегонять воду в те места, где нет воды. В те места. Будут, получается, как у нас в Азии, короче, арыки. Я даже здесь вижу по дороге, видел везде, у них есть каналы. У них тоже такая система интересная, да, потому что земля не чернозем. У нас в Башкортостане очень тяжело стоит, и где чернозем, арык-марык не прокатит у нас. Арыки у нас
вот аулларда бар, арыклар, они не стоят, там вода не стоит, короче, она после дождя может там во время дождя простоять, а потом все, потерялась вода. Нет у нас чернозем. В черноземе не стоит вода. А вот здесь в Европе, оказывается, серозем, как в Узбекистане. Хрен ты, блядь, лопату воткнешь в эту землю. Ну, вот такой. Глиняная земля. И в итоге, получается, здесь у них стоят эти арыки. Везде вот я наблюдаю арык, вот сегодня тоже были это, так сказать, можно сказать, это деревни, короче, там, где везде арыки текут. Я просто херею, блядь. Течет вода везде, там маленькие такие арыки, заросшие везде такие. Прям, ну, потому что сырость тут еще вдобавок, еще арыки есть. Вот. Поэтому, если мы вот эту всю землю, получается, разделим пополам между нашими республиками и с другими, то у нас будет огромная территория, так сказать, можно даже сказать, по сравнению, если его нужно будет переворачивать, ставить вот так, короче, перевернуть нашу вот эту вертикаль и сравнить горизонтально Казахстан, мы примерно даже больше станем Казахстана, представляете, да? Больше даже станем на весь Казахстан. Эти 3 наши земли станут огромными. Это же каково круто будет, представьте, да? И вся эта земля будет, получается, между нами, не будет она делиться, у нас будет по краям только разделение. Так сказать, как разделение? По краям у нас будет гоп-стоп, короче, которые будут контролировать дорогу. Потому что уже дальше со стороны, допустим, этого Сибири, так сказать, дальше Тюмени уже будет как бы наши соседние республики, другие страны будут, так сказать, мы будем, уже надо называть как-то их правильно, страной, так сказать, страна, какая страна, допустим, дальше Екатеринбурга и Тюмени будет страна, допустим, Бурятия, страна Якутия, ну, Саха, и как они себя назовут, как бы это их не дело. Вот примерно это будет, понимаете? И там, само собой, нужно понимать, что Омский, Томский, это тоже Красноярск и Иркутск. Вот в эти моменты тоже нужно будет разбираться, докуда дойдет Казахстан. Это тоже нужно будет понимать. И потом уже дальше это будет, само собой, те республики, которые там нас по истории принадлежат. Чтобы тоже их соприкосновение шло с Казахстаном. Чтобы у русского мира там не должно быть вообще. Нигде русских не должно быть вообще. И тут, само собой, идет Монголия, Улан-Батор и Улан-Удэ. Как мне объясняли, короче, Улан-Батор и Улан-Удэ. Почему Улан-Удэ? Получается, Монголия это братья вот этим бурятам. Короче, Улан-Удэ это буряты. Улан-Батор, короче, как мне объясняли, чтобы я не был пиздоболом, я не знаю их языки. Короче, Улан-Удэ, Улан это малай, короче, бала. Ну, как бы, мальчик. Улан-Удэ, это типа Удэ, наверное, блядь, хуй его, блядь, маленький мальчик или там верхний мальчик, блядь. Я уж так уж интерпретирую. А Улан-Батор, это, наверное, типа мальчик Батыр, короче. Или там большой мальчик, блядь. Примерно, да? Получается, этот Улан-Удэ и Улан-Батыр, блядь, это, сука, может, это целое, было целое, нахуй. Хуй его знает, что там было. Но суть в чем? Бурятский и монгольский, блядь, примерно, как я понял, похожи языки они. Потому что я здесь встречал, у меня есть знакомые монголы, и, так сказать, есть и буряты, как я понял. И они мне говорили, что у них язык почти один хуй, блядь. Вроде бы одинаковое. И в итоге, короче говоря, мы понимаем, что и Монголия может копнуть свою историю и подняться вверх, и до Иркутска, понимаете, да? До Иркутска они смело смогут подняться. И это, как говорится, нам похуй.
хватит курить. Какой нахуй Казахстан? Кому он нужен? Кто кому нужен, Андрей? Ты хоть этот обосновывай, кому что нужен. Пишешь, пишут люди, тут очень много, я потом почитаю. Ну-ка, что? Улан-Удэ. Улан-Удэ переводится «Красные ворота». Улан-Батор переводится «Красный богатырь». Ну, Улан, ну, что-то странно, конечно, вы перевели, конечно. Улан, я точно знаю, по-монгольски это Малай, Малай. Вот как это, блядь, по-русски? Мальчик, мальчик. Мальчик, блядь, мужик, парень, блядь. Вот это, Улан. Улан это вот так переводится. А то, что там УД, это хуй его знает. Батыр, это вот батыр, типа этот, богатырь, блядь. Типа так. А УД это хзм. Может это вообще девочка. Тут получается мальчик, а там девочка. Нормально же, блядь. Вот так вот. Так что вот так, примерно это, хуй с ним. Мы же про земли говорим. Перевод не знаем. Надо GPT задать. И то, короче, идем дальше, туда-сюда, короче, тут получается, кто еще опять, блядь, эти суки, китайцы, короче. Китайцы что-то больно до хрена наверх залезли. До хрена наверх залезли, вот здесь Китай. Внизу какой-то Хэйлунцзянь, вот этот гребаный Китай или что это непонятно, или может это Северная Корея, это может, блядь, это не Китай, нахуй. Хз, блядь. Больно, блядь. Нет, нет, это Китай, сука. Шаньянь, Чанчунь, блядь. Короче, это Китай, внизу, блядь, корейцы, нахуй. Короче, это Китай, ёпты, я же говорю, Китай я видел, блядь. Китай я видел, пиздец, я охуел. Я же вам рассказывал, блядь, в армии, короче, я видел китайскую деревню, блядь, в городе Бикине, блядь. Бикин, блядь, я в городе, блядь, поехал на прапора учиться, блядь. Ёбаный город. Сейчас найду он, недалеко от Уссурийска, блядь. Бикин, блядь, сейчас найду, где этот гребаный город, блядь. Бикин, блядь. И, короче, я в этот Бикин я поехал, я охренел. И увидел там, блядь, на 3-м или на 4-м этаже китайские деревни, блядь. Из соломы, нахуй. Я охуел, блядь. Нищета какая там, блядь. Я подумал, пизда. Короче, пипец, блядь. Главное, тут стоит, блядь, дома, блядь, нормальные, а там, блядь, на соломах дома. Охренел я, блядь. Что за каменный век? Точнее, блядь, соломенный век. Охренел. Блядь, где этот Бикин, блядь? Ёбаный город, блядь. Че, он так далеко был, что ли? Нет, он был где-то, блядь, недалеко от Уссурийска, блядь. Гребаный город. Так. Бикин, блядь. Сейчас прикольнусь, наберу-ка, блядь. Не могу найти город Бикин, блядь. Сейчас. Просто хочу вам показать. Хабаровский край, блядь. Это, ёпты, это... Что, Хабаровский край? Нихуя себе, я что-то так далеко ехал, что ли? Нихуя себе, блядь. Уссурийска, я очень далеко туда поехал, блядь. Бикин, блядь. Конечно, он, блядь, с Китаем граничит, блядь. Думаю, что за нахуй? Вот он, короче. Покажется, нет? Вот он. Прикиньте, вот черное это на той стороне Китай, а здесь Бикин. Охренеть полоса там. 5 метров нахуй. Салам алейкум из оккупированного Башкортостана. Ва алейкум ассалам. Иншаллах мы раскупируем. Иншаллах. Как говорится, от этого узкого мира. Да, короче, Бикин это ебануться. Хабаровская область, это Хабаровский край, оказывается, был. А я с Уссурийского края, да, с Уссурийска ехал в Бикин. Охренеть меня куда отправили, придурки. А я даже не помню, что так далеко я ездил. Я думал, рядом оно, блядь. Охренеть. Жопа мира же это, блядь. Находка, Владивосток. Чувак был один, короче, так сказать, хороший русский. Ну, русский, наверное, был. Виталик его звали. Из Владивостока, блядь. Вообще четкий пацан был, блядь, в роте. Вообще четкий. Никакого нахуй нацизма у него не было, блядь. В голове, блядь. Ну, не знаю. Может, блядь.
такие есть воспитанные, блядь, нахуй, не нацисты, блядь, в Владивостоке, да? Прикольно, блядь, было бы. Ёпта, блядь, остыло, блядь, все нахуй. Соли, да? Вот, чуть-чуть. Этот, горло мочить надо. Ну вот, как я начал, короче, с Сахалина, почти уже дошел до него. Тут уже я как бы не обсуждаю, почему Якутию с Бурятией невозможно посмотреть, где чьи земли. Поэтому, получается, здесь очень огромная земля Саха-Якутии. Очень огромная земля, и даже по карте этой пидорастической карте видно это, что у них очень огромная земля. Исходя от этого, мы понимаем, что если у них такая огромная земля, и если Саха-Якутия похожа на наш язык, и все, которые мне вдалбливали здесь, в ТикТоках, везде, про историю Сахи, что Саха тоже примерно что-то входит в тюркскую группу, если это не пиздеж, эм, тюркскую группу, если они входят, получается, уже это дает отголоски того, что Тартария, она могла доходить даже до этих земель. Понимаете, да? Почему? Потому что оно не могло быть бы таким образом, что тюрки жили и между ними были другие. Но не может быть. Почему? Допустим, объясняю. Если тюрки, они разошлись с одного места туда-сюда, расселились, между ними никак не мог приехать, допустим, американец. Поэтому, исходя от этого, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Афганистан, все вместе. Между ними нету какой-то нахуй, Китая нету между ними там, или еще какой-то ебаный какой-то хуй поймешь, странный, блядь, другой нации, да, так сказать, другой вообще, другого тема. Все мы близко жили, близко, без границ. Это уже звоночек нам, понимаете? Для тех, которые говорят анклав, анклав, блядь. Вот, получается, здесь не было анклавов. Исходя от этого, это Тюмень и Кучуму-хановская территория, она могла доходить до Саха-Якутии. И это как бы, блядь, это уже, блядь, та хрень, что Тартария, она была ебануться так. Ну мы, само собой, я уж не впадаю в ту историю, там, история Атиллы, история этих какие-то древности, да, древности, где вся земля наша была. По идее, блядь. Там хуй его, как они там жили, конечно, блядь, но вся земля наша была. Исходя от этого, когда я говорю наша земля, значит, мы предки, точнее, блядь, предки, блядь, наши предки там были в этих землях, значит, мы оттуда появились, блядь. Я явно не появился, блядь, допустим, с американской земли, нынешней, да, ведь я не появился, допустим, с бразильской земли, а я появился вот оттуда где-то, блядь. Точнее, ну, я появился, понятно откуда, с Узбекистана. А мои корни появились вот оттуда, блядь. Вот от этой земли, блядь. Мы не свалились с Луны и так далее. Поэтому, означая, что я хочу сказать. Тут я примерные такие диагнозы ставлю этим землям. Теперь, если мы посмотрим вот эту карту 2030 года, я, ну, сейчас, может, найду, не найду, на карту зайдем. 2030 года, сейчас наберу, карта, карта РФ 2030 года. Ну, вот как она будет делиться, допустим, картинки. Всяко в картинках это уже есть тысячи раз. Вот, тут такие эти есть интересы деления карты. Смешно, блядь, просто. Правдоподобное что-нибудь найду сейчас. Ну да, тут дичь конкретно идет. Сейчас
ту карту мне надо найти. Не знаю, неправильно написал, наверное, не выходит та карта. Та карта не появляется. Нет, это карта РФ, это получается этой лиги, блин. Лиги. Сейчас, момент. Нет, не выходит, блядь. Дичь какая-то. Лиги свободных наций. А, вот, Назар Евразия, Назар. Вот. Хайванская карта, которая меня выбешивает конкретно, блин, всегда. А, карта 41. Будущих построссийских государств. Смех вообще. Сейчас я попытаюсь его увеличить. Ну, нереально его, наверное, увеличить. Но тут написано, тут что-то написано. Ну, я об этом вам уже 1000 раз загружал, показывал. Это еще раз, как бы, повторение мать учения, да, у нас это происходит. Потому что оно надо нам. Ну, чтобы вы поняли, о чем речь идет. Я уже показывал это. Вот эта карта. И как она разделена. Очень странно. Здесь хоть что-то мы увидим. Но что увидим, я не знаю. А, ну вот, написано там Мариэль, Париэль, короче. Вот как раз-таки Японии отдается половина только, оказывается. Но они идиоты. Смотрите. Японии отдается только та часть, которую они хотят взять. Вот та часть, которая Сахалинская половина часть, они которую хотят взять, не больше. А та половина остается обратно вот в этой синей хрени. Синяя земля и карта какая-то странная. Точнее, не карта, а флаг какой-то. Давайте прочитаем, что это такое, чтобы мы понимали опять. Пасяк, Пацик Федерейшн, Пасик или Пасик Федерейшн, Хабаровск. Хабаровск, блядь. Они ебанутые. Вот кто его делил, я не знаю, это они ебанутые. Мы должны вот эту тему жестко поднимать. Это вот этого дерьма не будет, поймите. Хабаровск. Окей. Теперь скажите мне, Хабаровск. А кто там будет хозяин? Хабаровский, что, блядь, этот будет, как который сидит сейчас? Какой-то, не знаю, как его зовут, которого засунули. Мэра или кто там был там, глава Хабаровска. Он будет, блядь? И вот это меня удивляет, блядь. Я просто поражаюсь, блядь. Нахрена Хабаровск нам нужен, блядь? По идее, блядь. Нахрена нужен он вообще там, блядь? Пизды Кукуева, блядь, будет Хабаровск? Самое интересное, Хабаровск, блядь. Охуеть, блядь. Давайте вот это зеленое, блядь. Мне интересно просто было. Вот давайте мы эту тему подымем все-таки. Хорошенечко подымем. Может, я запомню его, в конце концов. Забываю всегда. Зеленая это дичь. Сахалин, Камчатка или что это, блядь? Невозможно найти даже эту карту. Ну, может, снизу вверх. Солнце там, блядь. А, вот. Республика of Камчатка and Чукотка. Петропавловск-Камчатка. Вообще убили, блядь. Вот эта хрень будет, оказывается, Камчатка, Республика Чукотка, блядь. И кто там будет жить, интересно, блядь. Камчатские, Чукотские, Чукотка. Чья земля она вообще, блядь? Чукотка, Камчатка, чья земля? Я не могу понять, блядь. И кто там собрался жить, блядь? Опять узкожопые, блядь? Опять узкожопые вы там будет рулить, что ли? Получается, что это хрень, блядь?
Независимость Башкортостана с Татарстаном и других, оно так не бывает. Это не независимая карта, блядь. Это опять зависимая карта. Кто-то там начерикал, блядь, нарисовал эти разные цвета, блядь, которые нам нахуй не нужны. Я всегда вот... Она еще так мелко сделана, я не знаю, может на компе она нормально виднеется. Ну, как-то по-дурацки. Вот его бы переделать бы, чтобы было бы легче обсуждать, блядь. Обсуждать его надо. И к этому не соглашаться никогда, блядь. Чина внизу, блядь, непонятно сколько, Монголия там. Идем дальше. Вот это, наверное, Якутия, это фиолетовая, это розовая. Розовая, наверное, это Якутия. Давайте посмотрим. По флагу очень тяжело найти, очень мелко. Тяжелый случай у меня тут. А, вот. Ну да, Республик оф Саха. Саха Ди, Дикускай. Дискускай. Дискускай. Что за дискуской? Что за дискуской? Я не могу понять. Дискуской. Саха-Якутия, короче. Саха-Якутия. Блядь. Саха-Якутия, блядь. Дичь какая-то, блядь. Этот. Их земля, не их земля. До какой земли? Кто его поделил? Как им они выделили? Вот это вот. Непонятно. Вообще они согласны, эти Саха? Саха по истории согласны или нет? Если они как тюрки идут, получается, что-то тут вообще не стыковка, короче, посередине какая-то зеленая тема вылазит. Это что, Бурятия столько отдали? Или что это зеленое? Или этим еврейское автономное, блин? Сейчас пока прикольнусь, посмотрим. Какой-то флаг зеленый, шахматный. Зелено-шахматный, зеленая, зеленая, зелено-шахматная. Или я запомнить его не могу. А, зеленая шахматная. А, вот она. United States of Siberia. Новосибирск. Ни хрена себе. Сибирь? Сибирск? Вот это? Сибиряне, вот эти сибирчане себе хотят вот это отхапать? Вот столько отхапать? Они вообще коньки отбросили. Но вот теперь представили вот эту тему. Вот теперь представьте. Давайте будем его сейчас сравнивать. Как низ будет это как будто бы Казахстан. И вверх вот до моря это все будет Башкортостан с Татарстаном. И Тюмень. Понимаете? Вот оно будет как выглядеть. Вот то, что я вам предлагаю, мы будем идти вот по этой теме. Вот низ это как будто бы Казахстан и верх море. Все, посередине это все наше. Но здесь почему-то суют в Сибири огромные территории, блядь. Они вообще рехнулись, блядь. Сибиряки, блядь. Кто же они сибиряки? Узкожопые? А кто же там был до узкожопых? Кто был? Оранжевые. Вот здесь маленькая оранжевая возле Монголии. Это, наверное, бурятам дали. Чуть-чуть дали бурятам, блядь. Смешно будет. Сейчас угадаем. Кто же такие оранжевые? Солнышко. Понятно. Да, Бурятия. Да тут гадать нечего. Бурятия. Улан-Удэ. Улан-Удэ.
Улан-Удэ. Охренеть. Просто спектакль. Дальше какая-то дичь какая-то. Красное, синее, голубой. Мелкие. Главное, оно до такой степени маленькое, что сибирская, так сказать, это хрень, больше, чем, блядь, я не знаю, блядь, Сибирь больше, чем другие земли. И самое интересное, вот эта Сибирь вся захватывает низ очень широко. Очень широко захватывает, где идет земли Казахстана. Как получается, сейчас давайте красное, синее и голубое посмотрим, кто такие вообще. И потом скажем. Вот это Республика оф Туа, Кизил. Туа. Кизил, вот, Кызыл, Кизил, Туа это оказывается. Тувинцам вот столько дали. Но это я не согласен такой теме. Шелковый путь претензий к Китаю. Кто кто они-то? Инопланетяне? У него карта 2000, где везде тюрки. Я так его понял. Ну вот тюрки не тюрки, мы как бы не в этом дело. Тут имеется в виду разделены неправильно. Потому что вот этих Сибирь, блядь, хрень вот это, блядь, Хабаровский край, нахрена они нужны вообще? Это чьи земли вообще? Не было, блядь, Хабаровской земли, блядь. Хабаровская земля, я вообще понять не могу, откуда нахрен. Кто этот дурак, какой дурак нам долбочет эту тему. Если так будет, да ведь, ну это полнейшая жопа, блядь. Это полнейшая война, блядь, в будущем, блядь. Потому что везде узкожопые нахуй будут нас окружать. Нахуй они нам нужны, блядь. Везде узкожопые будут. Так, голубое вот это. Голубое, синее. Сейчас посмотрим. Давайте. Вот это, короче, Туа, да? Туа такая маленькая. Тувинцы, блин. Охренеть, охренеть. Тувинцев прям как будто обделили, а там еще рядом есть обделенное голубое вот это. Не могу запомнить. Карта как будто бы... Российская карта как будто. Вот она. Republic of Хакасия, Абакан, блядь. Еще хакасы там есть, блядь. Охуеть, блядь. Хакаса маленькая дали. Маленькая хакасы, блядь, там есть. Охереть, охереть. А главное, блядь, самое интересное, вот здесь, смотрите. Сибирь огромная, блядь. И как вы думаете, блядь, она не хапнула хакасские земли? Она не хапнула тувинские земли? Что хотите сказать, Туа вот такая была? Туа, бля, вот такая, я не поверю, что она такая была. Хакасы вот такая была, не верю тоже. Рядом Бурятия, вот такая мелкая Бурятия, я тоже, этой тоже хрени мы не верим, блядь. Че, ёба дались, нахуй. По карте, честной карте мы будем эту тему крутить. По честной карте. Это не честная карта, это как какой-то пизденыш, блядь, из Европы или Америки нарисовал и нам загоняет какую-то чушпанскую хрень. Синий вот это удивительное. Что я прочитал? Нет, нет, еще синюю не читал. Вот. Синяя. Где это? Синяя где? Какую вещь есть? Нет, не могу найти. Голубое, белое, блин. Вот оно. Голубое, белое. Алтай Республика.
Алтай Республика, Улаки. Улаки или Улалу. Чё? Улалу, Улаки. Нет. Туганлар. Здесь давайте расширим. Алтай Республика. Алтай, да ведь? Это точно будет распределение с Казахстаном. Все, вот Алтай, оказывается, упирается к Казахстану. Зеленые, короче, это Сибирь упирается. Да дичь полная здесь. Здесь вообще жесткая хрень полная тут идет. Здесь какая-то тема будет подниматься для Казахстана. Вот этот планка вот этих земель будет подниматься до тех пор, где история конкретно укажет, что вот эта земля была казахская. Вот выше уже, выше вот эти красная, видите, красная и так далее, там низ красной Бурятия это Монголия, потом синий это Казахстан, допустим, да, внизу серый Казахстан и синий это, что я сказал, тувинцы, короче, потом, что я сказал, какая-то дичь, блядь, забыл, уже забыл, блядь. Короче, эти земли неправильно поделены. Получается, низ, когда будет подниматься Казахстан наверх по своим землям, вот эти республики, которые там тусуются, они будут выше брать свои земли. Получается, просто местоположение будет меняться. Вот и все, каждый свое берет, и местоположение вот этих, которые мелких, будет там дальше, получается, заниматься. И исходя от этого, мое предложение даже здесь будет, само собой так будет, сибирского, вот это, что, сибирская хрень, вот этой зеленой не будет. Республика Сибирь не будет. Республика Сибирь, это получается, мы даем волю этим сибирским русским, которые говорят, что они сибирские русские. Поймите, что эти сибирские долбанные русские туда приперлись после захвата Ивана Грозным всю эту хрень. После этого только, после падения Казани и так далее, потом только они туда дальше дошли. Только в каком-то году, только же там говорится, что они потом долбили. После наших земель, они дальше пошли туда, вглубь, долбить там, якутов, туда-сюда, блядь. Понимаете, мы были стеной, блядь, на ту сторону. Стеной, через нас они не могли перепрыгнуть, узкожопые. Вот до Казани, до Чувашии, грубо говоря, они могли туда-сюда скакать, блядь. Казань-Москва, блядь. Москва-Казань, блядь, скакали они туда-сюда. А вот уже дальше Татарстана, Башкортостана, они дальше нихуя не могли что-то делать. Кто им давал, блядь? Алдар-Батыры, все, никто им ничего такой темы не давал, допустим, даже до Алдар-Батыра такая тема не прокатывала. Поэтому как бы у них все шло поэтапно, по годам, может и по векам, блядь. А тут, блядь, разделили они нахрен, блядь. У кого-нибудь они вообще спросили, типа они будут так делить. И самое интересное, не забываем одну тему здесь, что эти земли, вот эти, которые они нам пытаются всунуть, вот это, это даже, я читаю, 23-й год. Прикиньте, здесь карта почему-то 23-го года написана. А я до этого показывал же, у всех уже не 23-го года, а 2030 года. Понимаете? На 2013 ставка идет, а здесь 23 год. Это я еще в прошлом году видел на 2030 год. Это получается, они расчет брали, блин, на 5-6 лет вперед. Через 5-6 лет, типа, они думают, будет вот так. Типа.
Но это явно так не будет. Почему? Потому что оно не может быть так быть. Мы потому что еще до Москвы не дошли даже. Чтобы оно было бы так, нам нужно понять, что будет с нами. Потом только это будет, блядь. Будет оно в 2030 году или оно будет в 2300 году. 2300. Но имеется в виду хз, где, в какое время будет это. И идем дальше. Фиолетовые. Расчленяем. Фиолетовое. Почитаем сейчас, найдем. Так, зеленое, синее, зеленое. А, вот. Федерация Угра Тюмень. О, до Тюмени дошли. И вот теперь вот прикиньте. Вот земля как идет. Тюменская земля как раз таки показывает. Блин, глюк у меня телефон не тупит. Тюменская земля Караси. Карасия. Баранция Сия. Новая земля и так далее. Короче, это Тюменская земля. Вот эта фиолетовая Тюменская земля показывает как раз, как оно будет проникать к морям. Это и дает нам звоночек к тому, что мы вот здесь, низ Тюмени, разобрав низ Тюмени с Казахстаном, полностью будем идти вверх. Так сказать, как они говорят, экспансия, блядь. Экспансия будет наших вот этих земель. Почему? Потому что возврат наших земель от наших предков. Идем дальше. Оранжевая. Получается, есть тут, получается, в этих землях нам нужные земли и ненужные, так сказать, они нам все нужны. Имеется в виду, нужные земли, ну, как бы примерно сопоставимые, и ненужные, которые нахрен Хабаровск, там, допустим, там Сахалин, что-то Камчатка и так далее. Разделение вот этих земель под узкую гребенку сделано, по сути. И как бы карта, такое чувство у меня, построена как будто бы навальнистами. Но вот навальнисты, блядь, здесь, которые говорят, что мы там за свержение Путина, потом мы сами хотим, да, вот как будто бы их карта здесь прогоняется. Их карта, которую они как будто бы когда-то озвучили этим, получается, европейцам, которые будут поддерживать вот именно эту тему. Поэтому как бы здесь, ну, у нас никак не сходится с ними вот эта тема. Теперь Тюменская, да, сказали? Тюменская, получается, вот это оранжевое. Фиолетовая Тюменская, да, сказал? Сейчас оранжевое прочитаем. Оранжевое меня убило в тот раз вообще. Это Екатеринбург будет. Это точно. Точно это будет Екатеринбург. Так, наверное, найти будет еще флаг Богуна. Как его искать? Белое, зеленое. Белое, зеленое. Белое, зеленое. Вот она. Урал, Республик, Екатеринбург. Я тебе говорю. Вам я и говорю, короче. Урал, Екатеринбург, Республика. Я считаю, это перебор. Урал, Республика, вот это оранжевое, до этого Тюмень. Видите, как уже деление идет? Смысл понимаете? Вот, смотрите. Давайте изначально, да? Деление какое идет. Вначале что было? Хабаровск. Хабаровская, типа, автономная хрень какая-то. Потом дальше идет после Хабаровска вот это Бурятия, потом резко вот это поднимается этот зеленый, это Сибирь поднимается, и Тюменская область, прикиньте, да, Сибирская область, Тюменская область, оно, блядь, самоповторение, блядь, идет, это дичь какая-то идет, и так дальше, Екатеринбургская. А если Екатеринбургская земля получается что, Екатеринбургцам можно проглотить Челябинск, да, получается?
Екатеринбург, который, блядь, нахрен, блядь, название имени, блядь, отдает нам голосочки, блядь, этой ебаной Екатерины, блядь. А тут, получается, Екатеринбургская республика, блядь. Ну чё мы, блядь? Получается, здесь под американскую гребенку нам кладут, что ли, нас? Американская хрень, что ли, идет? Ну, имеется в виду штаты, на штаты поделили. Нахрена нам эти штаты? Мы разберемся внутри, блин. Нам штаты не нужны, нам вилаяты нужны. Если мы идем как мусульмане, нам нужны вилаяты. Вилаяты, огромные вилаяты. Это как бы вилаят Татарстан вилаят, Башкортостан, Тюменский вилаят, Кавказский вилаят. Вилаяты будут у нас. Мы это разберемся, как оно будет называться. Не в этом дело. Главное, там вот этого не должно быть. Екатеринбург, Терем-Пырем, блин, вот это дичь. Туганар, поэтому на такие темы, и не нужно это называть какой-то там провокационной темой и так далее. Оно не провокационное и не какое, это просто ультимативная тема, которая дается нам, чтобы мы сожрали. Имеется в виду, схавали. Схавали мы эту дичь, и чтобы потом эта дичь могла командовать над этими пространствами между нашими странами. Зачем они нам нужны? Зачем они нам нужны между странами? Понимаете? Между странами нам портить кислород, так сказать, не стоит. Нам не нужны вот эти узкожопые среди вот этой огромной, получается, бывшей Рефии. Так, ну вот это синее, наверное, это Карелия, я думаю, я не знаю, синее, что это такое, крестоносцы, или там марийцы, или что там. Это синее, зеленое сейчас. Блин, Коми, да, не может быть. Сейчас, секунду. Не знаю, то ли интернет не ловит, тупит, короче. Синее, зеленое. Синее и зеленое. Коми. Карелия. Сыктывкар. Сыктывкар это Коми, оказывается. Ни хрена себе, блядь. Они засунули Коми вверх, получается, этого. Ну вот. Коми. Вверх, короче, Екатеринбургскую, вот это ихней, как будто бы республики, идет республика Коми. Вот это Сыктывкар или что там он говорит. Вот эта тема идет. Полная какая-то шняга, я вам скажу. И потом пошло-поехало. Здесь как бы показывать, что показывает тот. Вот. И здесь пошло-поехало мелкие государства. Вот, все. И поэтому дальше я уже дошел вот до границ, ну как границ Екатеринбург и Башкортостан. Само собой, потом Самарская область, как мы читали когда-то до этого, или сегодня, не знаю. Потом Татарстан маленький. Возле Татарстана этот Пермь, наверное, или что еще, неизвестно. И потом еще по мелочи. И по мелочи вот это имеется в виду. Ничего не добавили. Самое интересное, я не знаю, кто это дичь делал. Не добавили ни Башкортостану со стороны Челябинской земли, ни Татарстану, но зато Самарская область и Тольятти и так далее
больше, чем земля это, Татарстана. Но это как получается? Получается, эта карта расписана, я уже, короче, офигеваю. Эта карта расписана тем, что выгода в нем получается только узкожопым. Только узкожопым. Почему? Потому что как будто бы это будет развал России, это будет как будто, и в итоге получается с этой как бы, извиняюсь, с этой вот этой темой, если нам будут загонять, мы поймем одну вещь, что нам загонят русский мир. Вот этот узкожопый мир загонится вот через эту карту. Чтобы мы, вот это типа помогут нам, разделяемся, вот все. Вот эта тема будет точно с этого, так сказать, действия, действия Кремля, руки Кремля. Вот эта тема будет прокатываться. Поэтому интересно, где они его это делают, прокатывают. Вот самое интересное, как оно все это делается и кто его делает, этот принцип деления вот этой земельной карты. Поэтому мы не должны к этому соглашаться, само собой, мы вообще не имеем права соглашаться этой дичи, потому что оно реально, ну, так сказать, не сходится, извиняюсь, не сходится к тому, что мы будем довольны этими вот этими землями, так сказать, подачкой неизвестно кого. Если даже Европейского Союза или американского, или кто там еще будет рулить к этому моменту в 2030 году. Далее Бишалтыил, грубо говоря, есть. Поэтому здесь не сходятся наши действия, которые я вам говорю по землям, вообще ничего. Ничего. Поэтому я как бы призываю вот эту карту полностью бойкотировать. Это нам не устраивает. Это нам не устраивает. Вот это нужно раз и навсегда понять. Примерно так. Итак, там остальные, короче, места есть, ну, там понятно уже. Я вам примерно объяснял, там Кавказ, там и так далее. Но здесь очень из-за того, что мелко, здесь нереально об этом обсуждать, говорить и так далее. Поэтому хочу сказать, все, это, короче, тему закрыть. И почитаю я вам то, что я сегодня откопал кое-какие моменты, пару вопросов позадавали и что у меня получилось. Хочу эти вещи вам попробовать как это, донести, прочитать и как вышло там, ну, скажите, короче, о чем будет этот тематика. Ну, можете там какие-то вопросы задавать и так далее. Вот примерно так. Вот 2 часа мы решили пообсуждать вот эти вещи. 2 часа прошло. Ну, грубо говоря, 2 часа уже я с вами. Примерно так. И вот теперь хочу, так сказать, вторую часть нашего эфира начать. И буду читать кое-какие моменты. И где-то будем что-нибудь обсуждать. И первый раз буду читать, что за текст, хз, короче. Почитаем, попробуем, как оно будет, так сказать, интересно или неинтересно. Примерно так. Претензии к Китаю, опять же. Ну, давайте чуть-чуть почитаем комментарии. Мы часть России, мы Уфимская губерния. Азамат Бехташевич. Так, в чем тут? Какая денежная единица будет интересна? Вам санкции нужно от РФ наследовать. Нахуй вам санкции нужно от РФ наследовать. А какая денежная единица будет интересна? Нахуй вам санкции нужно от РФ наследовать. Претензии Китая опять же. Что-то я не понял, какие санкции, я не могу понять. Достойная дочь своего народа. Смотри карту времен Пугачева или раньше.
Ну, это да, да, это нужно будет понимать. Но именно нужно будет, ну, это, к этому моменту мы придем, это я же как поверхностно это все делаю. Нужно будет понять, как это, вот эта вся тема, имеется в виду, по землям, так сказать, прокатывает. Я же вам напоминал об этом, да, ведь я же вам говорил всегда. В этом эфире, точнее, вот эта карта, где висела, долбанная вот эта и, развал империи, карта вот эта, там сидел Габасов. В прошлом году это было. Габасов сидит и все это как бы рядом что-то о ком-то снимает кого-то что-то. Или ему кто-то засняли, или он сам. Ну, короче. И тут эта карта висела у него. Понимаете? Зачем ходить в этот форум? У них там собрание, форум был какой-то. Не знаю, Литва, Латвия, не знаю где. Зачем туда ходить, если ты, получается, должен понять, что это неправильная карта. Это неправильная карта. Ну, они туда сходили, о чем они говорили, я не помню. Надо где-то в Ютубе поискать, блин, о чем они там говорили. Этот видео, так сказать, эфир, если не удалили их. И нужно от этого отталкиваться. Получается, и Кашапов, и Айсен, и Руслан Габазов, все как бы в этой теме, как бы, ну, как сказать, э, согласились, культурно выражаясь. Хапнули, короче, да, за щеку, блядь. Нахуя? Вот это я не могу до сих пор донести вам, себе, не могу понять. Нахрена, блин, ты щебердаган, как у нас говорят, щебердаган, блядь, мелочь создали там. Вот такие маленькие, 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 блядь, нахуя? И если территория огромная, зачем пускать вшивую блоху, нахуй, блядь, нашей территории, блядь, которая, блядь, заражена, блядь, нацизмом, блядь. Нахуя их впускать, блядь? Пусть ходят в лаптях, нахуй. Так, давайте буду уж читать по цели уже. Сегодня то, что я приготовил, так сказать. Как оно получилось, я не знаю. Первый раз буду читать такую тему. Итак, начнем. Мы часть России, мы Уфимская губерния. А какая денежная единица будет интересно? На вам санкции нужно от РФ наследовать. Мы часть России, мы Уфимская губерния. Что-то я не могу. С кем? Кто с кем? Кто с кем разговаривает тут? Как вы считаете, достойны ли курды своего государства? Курды? Ну, про курдов мы один день будем разговаривать. Тоже может. Курдам тоже надо землю выделить, само собой. Так, я уже когда-то говорил об этом. А зачем зациклился ты на этой карте? Оно тебе нужно? Мне карта не нужна, мне земля нужна. Само собой, на карте зациклюсь, которую мотают уже год-два уже. Может, еще раньше. Так, ладно, продолжим. Комедии это, точнее, комменты потом почитаем. Так, сегодня тема эфира о независимости башкортов и татар, о нашем праве на голос, на культуру, на будущее. Это, ну так, тема такая, тут кое-какие, может, моменты не будут правильными. Это я так подготовил тему. Народы Башкортостана и Татарстана – это древняя цивилизация, которая веками сохраняет свой язык, традиции, характер и достоинство. Мы пережили империи, войны, репрессии, попытки ассимиляции и давления, но остались собой. И сегодня мы снова стоим перед вопросом, который возвращается из поколения в поколение, каким должен быть наше будущее. Независимость – это не только политический термин, независимость – это чувство достоинства, это право говорить на родном языке без страха, это возможность самим решать, как жить, чему учить детей, кого считать героями. Это экономическая свобода и контроль над своими ресурсами, это право быть хозяином на своей земле. Башкиры и татары всегда ценили труд, науку, честность, культуру и взаимное уважение. Мы знаем, что сила не в подавлении, а в развитии.
не в страхе, а в ответственности. Наша история – это история поиска баланса между традициями и современностью, между достоинством и миром. Сегодня, когда мир меняется, когда старые системы трещат по швам, важно снова говорить о том, что каждый народ имеет право на самоуправление, на защиту своих прав, на сохранение своей культуры и на выбор своей судьбы. Именно поэтому мы поднимаем эту тему не ради конфликта, не ради разделения, а ради будущего честного, открытого, справедливого. Будущее башкиртов и татар должно принадлежать самим башкиртам, татарам и татарам. И сегодня мы обсуждаем не только независимость как политическую идею, мы обсуждаем независимость как внутреннее состояние, как путь к свободе. Еще раз. И сегодня мы обсуждаем не только независимость как политическую идею, мы обсуждаем независимость как внутреннее состояние, как путь к свободе духа и к силе нации и к уважению мира. Но чем-то я согласен, чем-то нет. Ну, понятно, короче. И вам это ясно. Прохладно становятся люди, товарищи. Так. Ислам и наука – вещи несовместимые. Сами себе выбрали судьбу, пусть мучаются в рахе. Салям, земляк. Являешься вором в законе. Так, идем дальше. Это вторая тема, точнее первая, вторая. Продолжение. Башкирты и татары – путь к независимости, самоопределению и культурному возрождению. Итак, сегодня у нас важная, серьезная и глубокая тема. Мы поговорим о возможности и необходимости независимости или хотя бы реального самоуправления башкиртов и татар. Почему это важно? Ну, само собой, я уже тут одним моментом не согласен. Хотя бы реального самоуправления. Не реального самоуправления, а вот прям конкретно реального самоуправления в независимых странах. Вот так будет более правильно. Почему это важно? Потому что сегодня народы, которые жили на своей земле тысячи лет, оказались в положении, где они почти ничего не решают. И это не абстрактные слова, это реальность, которую мы видим каждый день. Уничтожение национальных школ, сокращение часов родного языка, давление на активистов, экономическое выкачивание регионов, назначенные сверху чиновников, полное отсутствие автономии в реальности. И вот мы сидим и задаемся вопросом, если народ не решает ничего у себя дома, можно ли считать его свободным? Вот именно. Вот мы свободны ли? Каждый башкирт и татар должен задавать это. Не быть манкуртом, блядь, не идти на эту сраную войну и задаваться этим вопросом. Можно ли считать его свободным? Вот, понимаете, мы свободны? Нет. А тут вы начинаете там какие-то комментарии писать, пока не читаю больно сильно, что типа у нас все хорошо. В Башкортостане, в Татарстане. Где хорошо? Где? С узкожопами жить хорошо? Я бы это не назвал бы хорошо, блядь. Хорошо это, когда ты в Башкортостане, в Татарстане, там, или в Дагестане, или в Чечне командуешь сам, а не через подставные какие-то уёбков, которые, блядь, нахуй, поставлены этим путинасовским режимом, блядь. А до этого, блядь, Ельцины, нахуй, Горбачёву и всякая дичь, нахуй. Зачем это нам нужно? Нам нужно понимать, что свобода наших земель, не то, что там языка и так далее, это понятно. Именно наших земель даст нам управлять ими. Понимаете, мы бы, блядь, допустим, если брать Сибирь, ту же, в данный момент, да, если его по своим хозяевам отдать, блядь, там бы не было бы такого, что, блядь, нахуй, пол Китая, так сказать, блядь, сожрало, блядь, нахрен все ресурсы. А в наших землях не было бы того, что мы бы не выкачивали бы каждый день карские дыры, блядь, карские, или как это называется, блядь, дыры, блядь, под землей, мы бы не создавали бы, блядь, выкачивая газ, блядь, миллионами нахрен, блядь, кубометров, блядь, или каких-то, блядь, тонн, так сказать, и нефть и так далее,
и создавая ущерб нашей природе, блядь. Понимаете? У нас же как, блядь? Bir teshikka kirgach, блядь, ular kachayt, taga teshik, блядь, пока taga balishga aylanmay, блядь, нахуй. Пока оно там, я не знаю, блядь, не взорвется, не лопнет, они качают его. Нет, блядь, нахуй. Думать башкой, что давай туктали, мындай озгina oldik, ikkinchi yerdan boshqa yerdan oldik, блядь, mana to'xtatdik degan darak oldik. Bu озгina тулсын, потом дальше таг'in olarbыз. Нет этого дела, нахуй. У нас, блядь, все выкачивает чуть ли нахуй до, сука, бездны, блядь, вниз, блядь, до лавы, блядь. Все качает, и в итоге, нахуй, блядь, хуйня получается. Башкортостанда, да, Татарстанда, да, везде, блядь. Поэтому мы должны понимать, что, блядь, подобие хабировской и вот этой дичи у нас не должно быть в Башкортостане, которая, блядь, по своей теме, блядь, долбила, блядь, по содовой компании долбила горы, Куштау и так далее, ломала нам природу. И как всегда я вам говорил, что природа нам не главная и так далее, я вам всегда говорил, не в этом дело, а посадили Алсынова. Вот на этой почве, блядь, посадили еще наших людей. И это что это означает? Мы свободные? Мы за то, что просто говорим, что нам не нравится, мы, блядь, должны сидеть? На своей земле должны сидеть? Это вот вам всем узкожопым, всем пидорам, которые, блядь, пытаются мне, блядь, рот заткнуть, нахуй. Это вам вопрос, блядь. Ищите, нахуй, ответ на него. В своей голове или если у вас голова вообще есть, шурупит, нахуй, ваши мозги, нахуй, нет? Ищите там ответ, блядь, и дайте мне конструктивный ответ, блядь. А не такой, блядь, который, блядь, у вас нету, блядь, этих, блядь, ресурсов или там, допустим, чего-то там у нас нету, блядь, анклав у нас, блядь. Только какая-то дичь от вас идет, блядь. Нету, блядь, конкретных, нахуй, ответов у вас, блядь. Как всегда я говорю, мужских ответов, которые за жопу, которые отвечают. Уже организуйтесь уже, блядь, нахуй, какое-то общество, не узкое общество, блядь, которое гоняет, блядь, Хай Гитлер, нахуй, своими ебаными, нахуй, шествиями, блядь, по всему, по Башкортостану, по Уфе, блядь. А конкретные темы вы разгоняете, блядь, что, блядь, наши земли, блядь, захвачены, блядь. Научитесь признаваться, нахуй. Порой, может, даже, можно же, наверное, так сказать, да, мы захватили эти земли, блядь. Ну вот, что вам не нравится? Да, вот мы вот вам обосновываем, что нам не нравится. Потом уже вы должны ответить, как если вы нормальные, блядь, мужики, сказать, блядь, окей, наши, блядь, предки так и так сделали, нахуй, геноцид сделали, мы признаем, все, мы отходим, блядь. Бескровно, как всегда, я уже несколько дней уже вам говорю, бескровно отходить. Если вы хотите ебашиться с Татарвой, как этот хуй один сказал, с Татарвой, если вы хотите, Владимир какой-то, Ильич нахуй, с Татарвой ебашиться, ну мы будем ебашиться, базара нет. Мы будем ебашиться, но пиздюлей будете получать вы. Мы-то пиздюлей не получим, поймите. Пиздюлей вы будете получать. И, кстати, насчет напоминания, блядь, насчет земель сегодня сказал, про атомную бомбу не сказал, блядь. Атомные, нахуй, все боеголовки, вся поеботина, нахуй, тоже делиться будет по всем регионам. По всем регионам, нахуй. Хоть и не будет места, откуда им будет стрелять, всем, может, не хватит, но то, что чем стрелять, мы их тоже разделим по уже мощным регионам, блядь. Это, допустим, Кавказ, Татарстан, Башкортостан. Примерно вот по мощным регионам будем его делить. А Москву оставим с хуем голым, нахуй. Вот и все, блядь. Чтоб у них не было, нахуй, атомных всяких, блядь, действий, блядь. Чтобы не было у них, блядь, потом какого-то подобия путиносуса ебанутого, потом, который будет говорить, ой, я сейчас кнопку нажму, ой, я сейчас кнопку красную нажму, блядь, нахуй. Как этот, блядь, ссылка, нахуй, не порванная, нахуй. Орет, ходит везде, блядь. Так. Ну, тут дальше идет речь.
Сегодня мы будем говорить честно, без пропаганды, без ложных лозунгов, без страха. Мы не призываем ни к насилию, ни к конфронтации. Мы говорим о праве на язык, культуру, традиции, ресурсы, землю, будущее. Это фундаментальное право каждого народа. Ну, я, конечно, свое добавлю, конечно. Москву будем ебать, если вы все равно, блядь, нахуй будете гнуть свое. Как бы, да, ведь здесь как бы больно выражается эта текстовая хуйня, блядь. Больно мягко выражается, блядь. Но я так не умею мягко выражаться. Ну, почитай. Башкиры и татары – великие нации, чьи история насчитывает тысячи лет. И сегодня мы поднимаем вопросы, которые давно назрели. Древность и государственность. Происхождение башкиртов и татар не племена, а цивилизация. Башкиры – один из древнейших народов Евразии. Летописи 9-10 веков уже описывают башкир как самостоятельный этнос со своими законами, обычаями, системой управления. Татары – наследники тюркских государств, потомки булгарского государства, а затем Золотой Орды. Огромная держава, которая расширялась от Дуная до Иртыша. Иртыш. Где он течет? Надо поискать по карте. Ну, не по этой ебаной телефоном. Что-то надо укрупнить нахуй. Где-то на компьютере посмотреть надо. Татары, наследники тюркских государств, потом Булгарстана, до Дуная, окей. Это не были окраины чужих империй. Вот, понимаете, да? Это была самостоятельная геополитическая сила. Понимаете, у нас не было никого, вот конкретно, вот правильные слова, блядь. Не было у нас никого рядом. И мы никого, блядь, нахуй, как вы, не притесняли. Нам нахуй надо, у нас была огромная земля, блядь, огромная, блядь. Нам не нужны были чужие земли. Если даже кто-то скажет, что вот вы же через монголов захватили это, нахуй, блядь. Это так получилось в те времена, когда, блядь, шел вот такой тоже уебок, который брал все подряд, все подряд брал, блядь, нахуй. А сейчас то же самое вы в перевернутом виде берете, и таким образом, блядь, дошли, блядь, нахуй, до Сахалина, взяли все. Одно и то же, блядь. И у вас, блядь, нахуй, такая, нахуй, жаба гадюка, нахуй. И там такая же тема была, блядь. В древности. Но мы же сейчас не в древности живем, а вы живете до сих пор в древности, хоть и мы в 21 веке. И поэтому вы не можете понять, что это такое, что, блядь, нахуй, вы давите, блядь, на нас, чтобы мы к этому пришли. Но мы уже пришли, блядь. Мы уже к этому пришли, уже заднего хода не будет. Поэтому вот теперь будем доносить конкретно ту тему, которая нам нужна. Нам нужны, блядь, свободные наши земли. Все. Какого они размера будут, решать будем мы сами. Башкирские корни. Это не были окраины, окей. Башкирские корни. Упоминание у арабских географов 9 века. Древние родовые структуры, традиция народных собраний, курултаев, система территориальных общин. Татарские корни. Волжская Булгария 9-13 века. Торгово-научный религиозный центр. Развитая письменность, ремесло, архитектура. Влияние на весь регион Поволжья. Собственная школа, духовный центр, литература. Булгария была одним из первых государств региона, принявших ислам в 922 году. Ну, это я всегда примерно напоминаю вам, года постоянно забываю. Это создало мощную культурную базу, которая пережила века. Вот после этого вот и думайте, 922 год, который мы принимаем ислам. Значит, Башкортостан, Татарстан и так далее, все эти земли принадлежат, так сказать, мусульманам. Поэтому мы хотим там жить, я как бы уже дополняю, да? Мы хотим там жить в исламе. Мы не хотим там, блядь, чтобы вот эти шествия ебаные шли, блядь, русской общиной. И листовки, которые перед этим, как в начале эфира, лепит какой-то черт, когда не долепляет его, бежит куда-то, когда выходит женщина какая-то, потом опять приходит, долепляет.
Кого этого черта, блядь, эту лошару, блядь, отправили лепить эти листовки? Смысл? Тем самым этим листовками вы хотите бунт поднять там? Да будет вам бунт, блядь. Вот мы же уже как бы газуем на эту тему. Это уже считайте, что слова, слова уже как бы идут к этому. Дела, иншаллах, тоже начнутся. Так, дальше. Падение Казани, трагедия народа. В 1552 году Казанское ханство было захвачено московской армией. Это была не просто смена власти, это была национальная катастрофа. Знаешь, что произошло после взятия Казани? Десятки тысяч убитых, запрет на ислам. О, видите как? Вот именно, запрет на ислам. И оно сейчас тоже идет. Запрет на ислам, блядь. Вы, дятлы, блядь, нахуй, думаете, что, блядь, вы просто хотите закопать ислам? Ну, подавно мусульман? Да не получается, не получится. Вот сколько есть ислам, 922, а так с рождения, грубо скажем, с рождения пророка. Все это, да, или вообще с рождения цивилизации, точнее человечества, есть ислам. Исходя от этого, вы за 2025 лет, ну так сказать, вот мамонтов уже не будем считать, со времен вот этого момента, вы смогли, плюс еще яхудские вот эти пидорасы, вы смогли уничтожить вообще? Вы смогли уничтожить путь Аллаха? Да вы же даже свою жопу не можете нахуй подтереть правильным образом, блядь. Как вы можете, блин, вот эту тему вообще запрещать или что-то в этом роде делать? Как вы можете это? Да не можете, поймите, не можете. У вас это не получится. Подавно уничтожить целый народ у вас тоже не получится. Разрушение мечети, насильственная христианизация, депортации, разделение земель, уничтожение образованной элиты. Вот. Вот этот вы думаете, вот допустим, добавлю от себя еще. Допустим, мы забрали все земли, вернули, и вы живете внутри Башкортостана и Татарстана в своем русском обличии. Как вы думаете, мы будем ли вас вот таким образом чмырить, блядь? Как вы думаете, мы будем ли вас вот этим образом, блядь, мозга вам делать, блядь, насильственная христианизация? Мы будем ли вас насильно в ислам приводить? Я вот однозначно сразу отвечаю, нет. Нам нахуй вы не нужны, блядь. Объясняю еще раз. Вы нам не нужны. Почему не нужны? Потому что мы устали от вас, блядь, с 1552 года. Мы не хотим вас нахуй знать даже, блядь. Будете жить, если признаете независимость Башкортостана и других регионов этой пидорасии, будете жить как в шоколаде, нахуй. Мы вас трогать не будем, блядь. Пачкать об ваши руки не будем, блядь. Нацистов вы у нас не увидите, не бойтесь. Да, там мы не будем ходить с рукой поднятой, блядь, орать, блядь. Уничтожить русских, в Башкортостане, Татарстане. У нас не будет этого, блядь. У нас будет конкретно договор, мужской договор, который за жопу отвечает. Да, я же говорю вам лозунг, за жопу отвечаем. Мы, как вы, не прошмандовки, блядь, чтобы не отвечать за жопу, блядь. Ваши прошмандовки вон в Москве сидят, блядь. Дятлы ебучие, старики-разбойники, которые не могут за свою жопу ответить, у них уже выхлопное нахуй не держит у них, блядь. Поэтому они такие, блядь. И вы думаете, что, блядь, весь, блядь, мусульманский народ живет, который в данный момент, так сказать, в манкуртском состоянии, вы думаете, согласиться к самоуничтожению? Нет, конечно.
Никто не согласится, поймите, блядь. Никто. Хоть они 1000 раз манкурты, они не захотят самоуничтожению. Имеется в виду, блядь, не хотят они, блядь, чтобы они полностью там, как татары или башкирты исчезли. Они не хотят этого. Просто они под вашим давлением, они как бы, ну как сказать вам, неверующие, боятся, уж не будем это, блядь, скрывать, боятся сесть в тюрьму, блядь, как Алсынов сидит. Боятся того, сего, пятого, десятого. Система. Боятся системы. Вот в чем прикол, блядь. А если бы система была бы такая, вот, знаете, хорошо это слово, не беспристрастная, беспристрастная система была бы, то у нас страха никакого не было. Даже у этих манкуртов. Но вы с пристрастием именно занимаетесь нацизмом, блядь, внутри всех республик. Всех республик. Начиная, блядь, грубо говоря, с Кавказа, заканчивая Саха-Якутией. Везде у вас идет дичь вот это, блядь. Бусурманы, блядь, бусурманы, узкоглазые, нахуй, черные, белые, блядь. Затрахали вы уже, блядь. Вы определитесь, блядь, кто ваши враги, блядь. Кто, блядь? Исходя от этой всей истории, мы понимаем, что вам хоть такой текст читай, блядь, хоть другой текст читай, блядь. Вам это, как, знаете, как будто бы, ну, знаете, вот какую-то, блядь, ну, в школе, допустим, какую-то лекцию кто-нибудь прочитает, блядь, все, вы домой пришли, уже забыли, нахуй. Вот из этой темы, блядь. Примерно так, блядь. Потому что если за все вот это время, если за все это время, которое топят там Кашапов, там Габасов, бля, Айсины, другие еще, блядь, еще всякие, кого только нету, блядь, вы бы чуть-чуть хотя бы прислушивались бы к этому тему. Вы, может, сами уже, как истинные, блядь, лаптоебы, вышли бы, сказали бы, да, реально, бля, Москва что-то перегнула палки, мы берем все это в свои руки, мы разделим конкретно ваши республики нахуй, катитесь нахуй, если вы были бы мужиками. Вы бы сказали бы так. Да, мы тоже, блядь, если что, узкожопые мужики, блядь, мы тоже можем нахуй за свою жопу ответить и решили нахуй снести нахуй московское дерьмо, и конкретно пойти на такие, блядь, нахуй, беспристрастные действия, что в первую очередь даете отказное, блядь, на весь мир, блядь, от Чечни, я даже о себе не говорю, от Чечни, потому что пострадавшие последний раз на войне они. Последний отказ даете, даже не в России, даже если они к России не относятся, тоже война была, Грузии отказ даете, что вы не заебываете их, не будете заебывать. Это 2. Потом и так далее, переходя до Саха-Якутии, все земли вы отдаете. Вот это будет мужской поступок. И потом договоритесь от этих систем, так сказать, уже новоиспеченных, которые я говорю вам, земли какие у нас будут, то. Договоритесь с нами сотрудничать. Сотрудничать, но для этого вам нужно посчитать сейчас уже, что вам в Московское болото нужно будет от нас. И, так сказать, в этой всей канители прописать, допустим, сколько-то там нахуй газа, сколько-то там еще чего-то нахуй, зерна, хлеба, блядь, я не знаю, мяса, блядь, вся эта хуйню. И таким образом эту всю дотацию уже будет называться дотация, будете получать от нас. Проблем нету.
Потому что на ваших землях он да кутак-то усми. Понимаете, в ваших землях даже хуй не вырастет. Это конченые ваши земли, блядь. Вот потом уже, когда вы уже научитесь жить самостоятельно, вы можете не покупать у нас это все демо и научиться на своих, блядь, нахуй, до Воронежа, грубо говоря, землях от Москвы до Воронежа, научиться сажать зерно, блядь, еще что-то, добывать что-то, блядь, дрова, лес, блядь, хуй его знает что. Вот примерно так будет. А если, блядь, захотите газа, блядь, и так далее вещей, вы уже будете договариваться с каждой республикой отдельно. Захотите брюлики носить нахуй, в Якутию обращайтесь, алмазов купите там. Захотите еще что-то носить нахуй, как говорится, клапан в жопу, блядь, научитесь нахуй, у кого-то спрашивать тоже это нахуй. Вот, грубо говоря, вот так, блядь. Ошейник в шею или там наручники, металл вам нужен, блядь, тоже ищите, где металл, блядь, делается. Вот примерно так. Если говоря о том еще о дорогах, за каждую территорию дороги вам придется, блядь, бабки платить, потому что будет территория, блядь, Эрзи-Мокши, территория Чуваш, территория татар, башкиртов и так далее. Все эти территории будут у вас, так сказать, блядь, в новой оккупации. У своих хозяев. Мы будем на своих землях хозяевами. И вам нужно будет вести диалог. Не нам с вами, а вам, блядь. И потом, если вы себя как мужики поведете, мы тоже будем, как мужики, вас чмырить не будем. Мы будем за свою жопу отвечать, когда вы конкретно пойдете нам навстречу, бескровно, когда вы снесете сами это ебучее Москву. Может даже равнять Москву не придется, блядь. Я же как бы планирую равнять Москву нахуй, по кирпичикам разложить это ебучий Кремль ваш красный. Ленина, в конце концов, закопать нахуй. Еще кто там, какие трупики нахуй лежат у вас над землей. Куда закопаем уж, блядь. Похороним нахуй под бетон нахуй. 500-километровый. Вниз. Спустим какой-нибудь нефтяной туннель нахуй этих трупов ебучих ваших музейных крыс. И потом уже, блядь, у вас будет какая тема? Тема того, что деление, блядь, по-человечески, блядь, атомных боеголовок. Я от этого не отстану, блядь. Атомные боеголовки, нахуй, у вас не останутся. У вас никакой атомной боеголовки не будет. Вам маленькой Москве оно нахуй не надо. Мы вас, блядь, за 3 километра нахуй будем будем вот так обходить, блядь. К вам не будем заходить, по идее. Если вам нужно, постучите, зайдете нахуй. Но только в другом понимании. В каком понимании? В том, что у вас должно быть конкретно расписано все. Зачем, почему. И как это все будет отходить, как говорится, ваше, в данный момент, как будто бы, к нам, обратно. Идемте дальше. Разделение земель, как раз, да, насильственная христианизация, депортация, разделение земель, уничтожение образованной элиты. Ну, это было, мы знаем. Всех наших крутых, так сказать, пацанов вы порешали. Эти события навсегда остались в памяти татар. Учебник это описывает как присоединение. Ну да, вы же так любите присоединяться, блядь, нахуй. Но по сути это была оккупация. Само собой. Само собой, не то что оккупация, геноцид оккупация. Как везде, блядь, нахуй. Везде, блядь, нахуй, вы геноцидили, нахуй. И Грузию, нахуй, блядь. Цинхваль, или как это. Все вы долбили, блядь.
Чечню, блядь, геноцидили, блядь. Заебали, футбол что ли смотрят, нахуй. Шум какой-то, блядь. Так, идем дальше. Третья часть. Башкирские восстания, борьба длиной в 200 лет. Башкиры не приняли московскую власть спокойно. С 17 по 19 век происходили десятки башкирских восстаний. Десятки башкирских восстаний. 1662 по 64, 1681 по 84, 1704 по 1711, 1735 по 1740, 1073 по 75. Участие в восстании Пугачева. Это были не бунты голодных, это были восстания за землю, право управлять собой, сохранять традиции. Понимаете, вот, значит, я на правильном пути. За землю. Я вчера только говорил вам цель. Цель. Цель наша, блядь, земля. Цель наша земля, блядь. Нам не надо нахуй, блядь, ничего, блядь, нахуй. От вас нам нужна наша земля. Вернуть нам земли. Как этот хуй Ленин кричал. Крестьянам земли. Кому-то там сыр в мишеловке, блядь. Или что он говорил там, блядь. Нам земля нужна. Своя земля нам нужна, не чужая, блядь. Понимаете? Нам ваше ничего не надо. Но мы отожмем то, что нам надо, чтобы вас не было. Расширяться будем. Хоть как, вам это должно дойти. Расширяться мы будем. Хоть как. Мы не будем сидеть там, так сказать, в одной, в исторической хуйне, вот которой карту я вам показывал. Маленький Башкортостан оставили. Че, охуели? Это европейцам, конечно, касается, но вообще, блядь. Ну и пиздец, блядь, поделили, блядь. Опять-таки, блядь, хозяйничают. Хозяйничают, так сказать, в нашей матушке России, блядь, нахуй. Охуели, блядь, нахуй. Хозяева мы, блядь, своих земель, блядь. Не узкожопые, нахуй, и не европейцы, не американцы не будут хозяйничать у нас, блядь. Хуи ложил на всех я их, блядь. Это были... Так, понятно. Не бунты голодных, это были восстания на землю, за землю, блядь, право управлять собой, сохранить традиции. Московская власть отвечала массовыми казнями, сожжением деревень, Юрузянь или Юлизянь, что там, Башкортостан, да, сожгли все, конфискация земель, само собой, насильственным переселением. О, само собой. Сколько людей из Башкортостана тоже куда-то бежало, с Татарстана бежало. Потом насильственно крымских и чеченских людей тоже ебеням отправили куда-то, блядь, от своих земель. С одной стороны, альхамдулилля, еще раз говорю, альхамдулилля, что, оказывается, наши земли, вот этих, так сказать, тюрков, было очень рядом. И не было препятствий. Повторюсь еще раз, не было препятствий. Допустим, был бы место вот этого тюркского, так сказать, каганата, всего этого Туркестана и так далее, Китай. Представьте, крымских татар и чеченцев отправили бы в Китай. Если внизу был бы Китай, а Азия, местами представьте, поменяйте. Азия, Узбекистан, Казахстан был бы вместо Китая. Это было бы писец. Прикиньте, это был бы писец. Куда бы, куда их отправили бы нахрен? В Китай. Потому что и те коммуняги, и эти коммуняги, все коммуняги. Но тут говорится 1700 каких-то годах. Во времена вон всяких Алдар-Батыров и так далее. А 41-45, после 45 года, депортация была недавно. Недавно, всего лишь почти 100 лет назад. Недавно. Тысячи семей были уничтожены, каждое восстание оставляло шрамы на национальной памяти. Национальное возрождение 19-20 веков, пробуждение сознания. В конце 19 века происходит удивительное, тюркские народы начинают просыпаться после столетнего давления.
Появляется движение джадидизм, мусульманское просвещение. Что оно дало? Новые школы, современные учебники, газеты, журналы, первые национальные театры, ученых, писателей, мыслителей. Татары стали одной из самых образованных мусульманских наций в Российской империи. Башкиры создавали культурные центры, укрепляли свою идентичность. Это был рассвет, который должен был привести к независимости. Пятое. Начало 20 века, создание башкирской автономии. После революции 1917 года башкиры первым из народов России заявили: мы создаем свою автономию. Башкирское правительство Батыр Заки Валиди и собрание Курултая, и все это было реальным шагом к самоуправлению. Но Москва не допустила настоящей свободы. Автономию быстро поставили под контроль. Советский проект, советский проект. Культура, да. Идентичность, нет. Понимаете, да? Советская власть дала форму автономии, но забрала ее содержание. Первое. Репрессии элиты. Уничтожение национальных лидеров. Тюрьмы, ссылки, пытки, ликвидация духовенства. Сотни мул, ученых, писателей были расстреляны или отправлены в лагеря. Второе. Закрытие мечетей. До революции в одном только Татарстане было более 3000 мечетей. К 1940 годам осталось меньше 100. Уничтожили мечети наши. Офигительно. Просто офигительно. Русификация образования. Родной язык стал второстепенным. Учили только то, что выгодно центру. Ну, как вам это? Не геноцид? Не нацизм? Еще какие классные слова мы знаем. Вот это все, это дичь пришла от вас. И вы, получается, со своими, так сказать, дедами, которые уже все, уже сдохли давно, думаете, ну, вы на правильном пути. Где вы на правильном пути? Вы, получается, вот если простыми будем словами рассуждать, вы, получается, какого-то там татарчонка или башкирта с узкими глазами мою кровь пытаетесь сделать русскими. Нахрена вам это, блядь? Вам вот как человек, я говорю еще раз, нахрена вам это нужно? Идиотизм же. Это идиотизм. Вы хотите сделать, так сказать, из чего-то что-то, которое нихуя вы никогда не получите. Мой совет вам: научитесь рожать детей. Научитесь, не надо нахуй, как стрекоза бегать нахуй. Научитесь пиздюлей давать своим женщинам, блядь, чтобы они рожали. Научите их, блядь, быту, блядь. Как стрекоза не прыгали нахуй с одного хуя на другой. Научитесь нахуй дома сидеть нахуй, а не быть бухариками, алкашами гребаными нахуй. Научитесь уже в конце концов, блядь, правильно жить, уёбки. Создайте уже в конце концов, как имам Шамиль и еще другие говорили, свое ебучее нахуй, узкожопое нахуй государство. Научитесь уже это делать. Сколько можно вам да нахуй долбить, блядь? Предки наши вам говорили, доносили, вот, братья мусульмане доносили до вас, чтобы мы создали, сука, свое государство. Создайте, в конце концов, блядь. Вы, блядь, тысячелетним государством залазите, нахуй, своим коромыслом ебаным, кривым, блядь, узкожопыми лаптями. Лезете в другие государства. Нахрена? Чего вы добиваетесь, блядь? Узбекистан долбили через дашнаков сраных, блядь. Мою кровь убивали в Каканском ханстве, на Каканских землях, Ферганские долины, грубо говоря. Все убивали, блядь, как это, блядь, саранча ебаная, жрали все, убивали, блядь. Пожиратели, нахуй. Зачем это нужно, блядь? Вы что хотите доказать, блядь, в споре с нами, своим детям? Вы что, свою правду будете рассказывать? Да нет у вас правды, блядь. Лживые трактовки ваши, блядь, гнилые книги, нахуй, от гнилых людей, блядь.
Нацисты, что, умеете вы писать книги, что ли, правильные, блядь? Была русская, или кто она была по нации, которую ислам приняла и диктовала про ислам в России. Вот я ушел к Хотанга Тамбирдам. Тамбирдам это как бы восхитился, наверное, правильно, может и неправильно, но примерно восхитился от этой женщины, что она переводила Коран таким образом, что четко доводила до вас, обезьян, конкретную суть Корана. Прям вроде русская она была, я не знаю. Почему вы не прислушиваетесь своим же узкожопым, блядь? Ну, альхамдулилля, уже она ушла из жизни, она нашей ушла. Альхамдулилля, она ушла мусульманкой, она ушла с илмом. У нее было, знания у нее были. Миллион раз, чем у меня. Лучше, я вообще там рядом не стоял возле нее. Ну, грубо скажем, ученый она, ислама. Просто не могу вспомнить сейчас. Как пример, вот пишут Баязид Бигбай. Поэтому, исходя от всех этих вот этих действий, вы уничтожили свою нацию. Если вы как бы считаете себя узкожопами. Вы уничтожили свою, так сказать, может быть, так сказать, новую нацию. Полезли, блин, в древнюю нацию нашу. В древнейшую нацию тюрков полезли своим каким-то, блядь, первобытным строем, блядь. Который вы, хз, блядь, там, в лаптях, многобожники, блядь. Понимаете? Так. Ну, как я читал, да? Здесь остановился. Русификация образования, родной язык стал второстепенным, учили только то, что выгодно центру. Национальная культура допускается только в форме фольклора. Барабан, танец, костюм можно, политическая мысль, национальный день нельзя. Алсынов нельзя. Еще кто-нибудь там споет что-нибудь нельзя. То есть народам позволили быть экзотикой, но не позволили быть политической силой. Ну да, клоуны. Так, во время королей были всякие эти смешные эти клоуны. Бегали рядом там. Типа того. Хлебу и солью встречаем ваш. На голове женщина носила водку. Бутылка водки на голове. Танцуют, кайфуют. Создали кайфариков. Так, ну, еще одна такая же тема. Идем дальше. Так. Также это как бы, ну, так сказать, сценарий второй тоже буду читать. Тема такая: будущее башкирцев и татар, право на независимость, культуру и самоуправление. Также все как бы начинается. Сегодня я хочу говорить о чем десятилетиям старались молчать, о том, что стоит в сердцах башкирцев и татар, о праве на свое будущее, на свое слово, на свою землю. Моя цель не разжигать ненависть, моя цель дать голос тем, кого лишали права говорить. Мы поговорим о нашей истории, о том, как башкиры и татары сохраняют свою идентичность под давлением империи.
Мы поговорим о сегодняшнем дне, о разрушении культуры, языка, традиций, и мы поговорим о будущем, о том, каким оно может быть, если мы сами начнем его строить. Но это такой текст, как бы, да, ведь не я писал. Поэтому, как бы, оно такое. Интересно звучит моментами предложение. Так, первое. История самостоятельности башкиртов и татар. Э, Древность и государственность. Башкиры и татары – это не искусственная нация. Наши корни в древних степных цивилизациях, куда не доходили ни московские князья, ни Рюриковичи. Мы помним, башкирские племена имели свою систему самоуправления, татары стали наследниками Золотой Орды, огромной цивилизации. Эти народы веками жили по собственным законам, со своей социальной структурой, своими институтами. Ну, как бы даже такой момент, да, почти что от того, как бы, чуть-чуть различия какие-то есть, и как бы почти что одна тема. Э, Вхождение в московское государство не добровольное. Башкортостан вошел под власть Москвы после десятков военных походов. Десятков. Татарские земли после падения Казани и страшной резни, которые стараются не вспоминать. И с этого момента начался долгий путь борьбы за права. Получается, как и где-то я до этого вам вел, читал что-то там, как только также, наверное, десятками, можно сказать, это сокращается тем только, что четвертый Иванушка, блядь, четвертый, блядь, по счету, четвертый, там, первый, второй, третий, четвертый Иванушка только смог переломить Казань, когда начал, ну, как сказать, захват и геноцид. Четвертый. Не первый, блядь, не второй, не третий, а четвертый. После этого, как бы, думайте, сколько походов было на Казань. Не говоря там десятки, говорит, против Башкортостана. Это после перелома Казани только они туда смогли поступу найти. До этого хуй вы туда могли перейти, блядь. Так, я там остановился. Третье. Национальное возрождение 19-20 веков. В конце 19 века джадидизм, пробуждение собственной мысли, мечети, школа как опора общества, первые газеты на родных языках, первые энциклопедии. Башкирские национальные движения начали начало 20 века, это попытка создать башкирскую автономию. Пусть и в сложных условиях. Татары создают свои культурные центры, мусульманские школы, театры, литературу. Это было начало современного понимания независимости как право самим решать свою судьбу. Но это примерно говорится в те времена, там, лет 100 назад, даже больше, может, 100 чем-то лет назад. Грубо говоря, с 1900 каких-то годов. И даже вот тогда, еще до коммунизма, может и во время коммунизма, нам не было воли. Вроде бы был коммунизм же, да, коммунизм, вроде бы всем честно, все честно, ла-ла-ла-ла-ла. Даже тогда ваши, блядь, ебучие предки не смогли дать, так сказать, волю нашим народам. Даже тогда. Даже уже как бы пройдя какую-то царскую, блядь, ебучую дорогу вашу, блядь, свою же в лаптях ходили, уже как бы зашли в цивилизацию, вы не смогли это, ну, вот как бы дать. Ну, конечно, вы своим предкам этот вопрос, может, задавали бы, блядь. Ну, а толка-то нету, их уже нету, и наших нету. Но суть в том, что вы сейчас есть. Вы, посмотрев, блядь, на 100, 200, 300 лет назад ошибки, блядь, вы можете сейчас, блядь, переделать эту всю ситуацию по-нормальному, по-человечески. И жить спокойно потом, блядь. Как соседи можем жить даже, если уж на то пойдет. Но вы не хотите. Советское время тут уже идет как бы, ну, такими моментами тут.
Да, частично были даны формы автономии, но реальная власть находилась в Москве. Вот. А сейчас что как? То же самое. Закрытие мечети, преследование духовенства, русификация школ, запрет национальных лидеров, советская автономия, только вывеска, культура разрешали ровно настолько, насколько она не мешала идеологии. Идеология. Ну, можно сказать, не идеология, а идиотизм. Ваша идеология. Языки, культура, идентичность. Исчезновение языков. За последние 30 лет число носителей татарского и башкирского снизилось катастрофически. Это не случайность. Это результат политики сокращения часов, запрет обязательного изучения превращения родных языков в кружок по желанию. Да, я вам об этом говорил. Добавлю еще раз, напомню. Моя, ну как бы, своя сестра говорит, что. Короче, говорит, я там типа, э, как это, дала свою, ну, моего племянника, сына, говорит, в школу на русский язык. Потому что, говорит, смысл, толка, блядь. Все, говорит, на русском. Отдавать его на башкирский или на татарский. На 1 час. Там, неделю, что ли, на 1 час. Нахрен это надо, говорит. Я охренел. Моя сестра об этом говорит, блядь. Само собой, это означает то, что там до такой степени идет обрусевание, что им уже на свой язык похуй, даже за своим детям не хотят это давать. Почему? Потому что везде нужен, говорит, русский. Нахрена в Башкортостане там и в Татарстане нам ваш язык? Язык это не просто слова, это способ думать, жить, понимать мир. Дальше. Разрушение традиций. В городах исчезают национальные школы, исчезают ремесла, фольклорные коллективы закрываются. Сельские праздники превращаются в декорации для чиновников. Да. Зато появляется, блядь, шаман, уебищный шаман, который под его песню, понимаешь ли, в Татарстане должны, блядь, нахуй, все, блядь, нахуй, хай Гитлер, нахуй, кричать, петь, нахуй, я узкожопый, блядь. Еще раз, я не устаюсь повторяться, девушки, девочки маленькие были в хиджабах, мусульманки. Татарки, башкирки, может, мусульманки. Нахрена им петь? Я русский. Понимаете, тут сейчас мысль появилась от того, что я даже что сказал и себе аукнулась одна мысль. Вот думаю, блядь, думаю, какого черта, блядь, узкожопые, блядь, которые любят свою нацию, вы свою нацию любите же, да? Которая, блядь, придумана, блядь, кем-то, нахуй. Вы финно-угры, блядь, сука, угри ебаные. Как вы свою ебаную нацию пытаетесь сучить, если вы же ее любите, вы же бегаете везде, я русский, 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 блядь, нахуй, жопа узкий, блядь. Вот это чмырье, нахуй. Как вы ее продаете? Как вы вот, точнее, не продаете, предаете? Как вы ее предаете? Нахуя вы с другим национальностям пытаясь сунуть им вот эту свою русскость ебучую, нахуй? Нахуя, блядь? Вы же хотите свою идентичность, блядь. Нахуя мы вам вписываемся? Мы к вам не вписываемся вообще, блядь. Мы же бусурманы, блядь. Нахуя нас делать русскими? Объясните, блядь. Вы ебанутые, нахуй. Вы определитесь, сука. Я в тот день тоже одну тему загонял вам, блядь. Вы определитесь, блядь, если вы узкожопые, любите свой узкий язык, узкую нацию, финно-угры ебаные, вот это все вы любите, нахуй. Нахуя вам внутри них, блядь, допустим, я узбек, башкир, татар, нахуя вам нужен я, блядь, суки? Вы ебанутые, нахуй. Определитесь, блядь. Определитесь в том, что, блядь,
Зачем внутри вашей ебаной нации нужны мы, блядь? Вы же чурками нас обзываете, блядь. Зачем мы, понимаете, становимся русским узбеком? Русский дагестанец выиграл, победил, блядь, у UFC. Русский дагестанец, вы что, ебанулись? Русский чеченец чпокнул нахуй Кадырова, блядь. Хорошая нахуй новость. Русский чеченец, блядь, где-то хз что-то сделал, блядь. Ебанутые нахуй. Вы реально ебанутые? Или вы вообще башкой вообще дружили? Нет когда-нибудь? Нет, нахуй. Мозги у вас вообще есть? Поэтому вам нужно конкретно определяться. Или вы, суки, нахуй, создаете каких-то роботов, которые вам будут рожать вместо ваших жен детей вам, блядь. И расширяться будете на этой планете. Всем места хватит, не ссыте. Мы вас голодным не оставим. Расширяйтесь, сука. Но, сука, нахуя нас переделывать, блядь, долбоебы, блядь? Как вы нас хотите переделать? Ёбадались нахуй. Ну, вам же уже сказали, блядь, узкоглазых русских не бывает. Сука, узкоглазых русских не бывает. Вы якутов с бурятами как хотите сделать русскими? Ладно, мы европеидные, рожи у нас, блядь. А бурятов, блядь, грубо сказать, блядь, чингачкучков, блядь, и там из Америки, нахуй. Как вы хотите сделать, блядь, американцами? Как вы хотите из них сделать русских, блядь? Вы ёбадались? Вы даже, блядь, нахуй, любого нахуй мне притащите спорить со мной, блядь, хуй вы ответите на этот вопрос, блядь. Так, нас заставляет стыдиться национальности, но это не работает, потому что народ, который сохранил себя тысячи лет, не исчезнет так легко. Само собой. И я тут еще добавлю, что альхамдулилля мы мусульмане. Вы никогда не сможете уничтожить мусульман. Нас на земле и 2 миллиарда или сколько там нахуй, блядь. Миллиарда. Вы, как бы, как сказать, блядь, допустим, нападки делаете на нацию же нашу. Нацию, да? Может быть, блядь, вот таким образом, блядь, в виде вот этой ебучей путинской войны вы уничтожите какую-то часть нашей нации. Но вы не сможете уничтожить ислам. Кишка тонка, блядь. Жопа у вас губ-губ-губ-губ делает нахуй. Не могут, не могут. Очко у вас порвется нахуй. Евреи не могут нахуй. Вы-то нахуй там хуи сосали рядом. Возле евреев, блядь. Так что думайте нахуй. Где лапти нахуй, где евреи, блядь. Так что, блядь, не эти, вы не заебетесь нахуй ломать нас. Религия. У татар и башкиртов богатая мусульманская традиция. Ее пытались уничтожить, потом поставить под контроль, потом ограничить, но вера остается одной из основ идентичности. Ёпта нахуй, прям, я его даже не читал еще, но я вам перед этим уже ответил. И вот он, просто он еще раз вам, как говорится, добил эту тему. Третье. Современная ситуация. Экономика региона. Башкортостан и Татарстан – богатые регионы. Нефть, газ, промышленность, сельское хозяйство. Вот 4 основные темы. По каждому можно тут, блядь, мемуары писать нахуй. Нефть, газ, промышленность, сельское хозяйство. И самое интересное нахуй. Шахеды-то тоже у нас делаются. Шахеды-то у нас делаются. Так что, блядь, если шахеды полетят к вам в московское, сука, болото, так что, блядь, все у нас нахуй. На наших землях, блядь. Начиная с Рязани, блядь, заканчивая Якутией, все на наших землях, блядь. Все, блядь. Вы, блядь, себя считаете такими, ой, блядь, белыми ручками, нахуй, блядь. Думаете, блядь, как европейцы. И у европейцев же
много заводов, блядь, в Китае. Не хотят же они пачкать здесь ничего. Вы тоже думаете, как они думаете, блядь. Рублевки, Барвихи понастроили себе, блядь. Природа там, блядь, в руки бать. Это одна из ошибок ваших. Когда мы вас чпокнем нахуй, вы тогда поймете, что, блядь, скажете, нахуя я танковый завод, блядь, построил в Уссурийске. Нахрена, скажете. Представляете? Нахрена я построил, блядь, что-нибудь там, нахуй, в Татарстане. Вы будете жалеть, вы охуевать будете. В Башкортостане авиационные нахрен у нас всякие, блядь, заводы есть. И всякая дичь делается у нас. Опасная дичь делается у нас. Везде. Оренбург, Самара, везде. Даже машина Тольятти у нас выходит, блядь. На нашей земле, блядь. Ваша развалюха. Но доходы уходят в центр. Республика превращена в колонию, сырьевой придаток. Позор, да? Мы сырьевой придаток, блядь. Москва, блядь, которая в жизни, блядь, ничего не имела, блядь, стала, как говорится, колонизатором, а мы сырьевой придаток. Заебись, да. Политическая система. Автономии нет, есть только ее декорация. Ну да, декорация это Хабиров со своей ебаной армянской женой, блядь, Миниханов, блядь, ушлепок из Татарстана и так далее, блядь. Кадыров и всякая хуйня еще рядом. Руководителей назначают сверху, выборов нет. Любое национальное движение табу. Ну да, а любое, блядь. Алсыновы всякие наши сидят, целая куча башкортов там сидят, за Баймак. Репрессии. За выражение мнения уголовные дела. За критику штрафы. За попытку защиты родного языка давление. За пение, блядь, узкожопых, нахуй, девочек по 18-20 лет, блядь. За то, что они поют просто песенки там под гитару где-то, нахуй, тоже. Вы защитники узкого мира, уебки. Какого хуя вот эти русская община не защитили эту маленькую, так сказать, рыжую девушку, блядь, девочку, когда она пела, 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 блядь, допелась нахуй. И чего вы не защищаете, блядь? То посадили, то она сбежала, сейчас слышал. А чё так у вас не получается? Вы же, блядь, русские, с вами Бог. Почему же вы так-то разделяетесь? Непонятно как. А потому что мы знаем, что это узкожопое движение, это те же скинхеды. Скинхеды нахуй с 2000-х, блядь. Вот вы кто. Нацики, нацики. У нациков есть только так. Как у Гитлера фашиста, блядь. Кто за нас, как говорится, с нами. Не за нас, блядь, под нами, блядь. И все. Ну, примерно такая херня у вас. Мафия, грубо говоря, отдыхала возле вас. Четвертое. Что значит независимость? Независимость это не обязательно отделение. Независимость это право решать у себя дома, кому принадлежит нефть, кому вкладывать ресурсы, кому помогать, какие школы строить. Это самоуправление. Ну, я здесь вот этим таким словом не соглашусь. Это не обязательно отделение. Это обязательно отделение. Обязательно. Второе. Защита языка. Законы, которые гарантируют, что родной язык обязательно в школах, что дети не теряют свою идентичность. Но эта такая тема не пройдет, пока
наши земли не будут независимыми. Это не пройдет. Потому что этот текст, э, так сказать, уже тысячи раз, блядь, уже перепробован. Что с вами дела иметь лучше не иметь. Своя культурная политика. Театры, литература, кино, учебники, все свое. Да, это класс. Только в независимом Татарстане и Башкортостане, независимом Дагестане и Чечне, независимом. А так, представьте, как бы какая-то дичь непонятная. Как будто бы разделились, но все равно Москва рулит. Как навальнисты предлагают нам. Просто дать вам больше автономии. И что? Что она даст? Даст, блядь, войну. А какую, знаете? Война будет такая. Вроде бы разделились, мы начнем, блядь, как будто бы рулить, но там ведь еще есть, блядь, старший брат в виде, блядь, Москвы, да, ведь? Она будет, нахуй, мозга делать, нахуй, тому, что вот, блядь, башкирты, татары начали охуевать. И потом там какой-то хуй появляется в виде Путина, и он начнет вводить войска, блядь, как в Чечню. Вот чтобы это отрезать раз и навсегда, блядь. Наша задача полностью перекрыть краник от этих глистов московских, чтобы они не расползались, куда глаза глядят, за жрачкой, точнее, за добавкой. Экономическая самостоятельность. Налоги остаются в регионе, развитие нации на свои средства. Видите, это тот выбор описывается здесь, когда как бы мы вроде бы и отдельно, и в то же время все равно есть кто-то. Но эта тема вообще не прокатывает. Это как бы чисто, знаете, так написано, что вариант один такой. Но этот вариант нам точно не подходит. Только отделение раз и навсегда, блядь, чтобы друг друга вообще знать не знали какое-то время. Чтобы забыли друг друга. Любите, не любите нас, нам похуй. Главное, чтобы вы забыли нас, мы вас тоже. Чтобы на нервы друг другу не действовать, просто забыть. Право определять свое будущее. Не Москва решает, сколько часов татарского или башкирского в школе. Не Москва решает, как жить. Само собой. В независимом Башкортостане и Татарстане решать будем только мы. Ни казахи, ни узбеки решать ничего не будут. Подавно Москва, блядь. А предложение с Казахстана и с Узбекистана мы будем брать. Любое улучшение независимости Башкортостана и Татарстана и помощь нам безоговорочно, без проблем будет приниматься. Главное, чтобы эти страны были за нас окончательно. Без всяких каких-то там препятствий в каких-то моментах, местах. Чтобы они были конкретно, так сказать, туганами, да? Не как эти, блядь, прошмандовские московские, которые баламутят и будут баламутить в дальнейшем тоже. Чөнки оларны bir marta sigib chiqargandan keyin оларны kuti yonashaq. Anag'iz shuni. Chunki biz davlatlar shunday Alloh taolam bizga bergan shunday imkon, что мы быстро на ноги встанем. У нас все есть, но Москва не сможет встать на ноги быстро. И поэтому сейчас лучше подумать Москве,
и точнее, блядь, нахуй, тем, которые хотят оставаться в своем узком мире и жить как узкожопые, подумать, с кем строить отношения. Лукашенко тоже слетит, имейте в виду. Лукашка вам не поможет. Вы не думайте, когда, блядь, мы придем по решению своих земель, блядь, Лукашка останется на посту. Нихуя, блядь. Лукашка сгинет, и его сынки, блядь, тоже не будут там ни к тем, блядь. Поставится независимый белорус, который будет с нами наравне управлять своей страной. Нихуя там лукашенской системы не будет. Подавно в Украине, блядь. Мировой опыт. Есть десятки примеров. Шотландия, Каталония, Квебек, Курдистан частично, Фарерские острова. Мир признает право народов на самоопределение. И это право есть у башкортов и татар. Добавлю, и у чеченцев, и у Дагестан, ингушей, у всех. У грузин, у всех. У всех есть самоопределение. Даже добавляя того, что, еще раз повторяюсь, Грузия не является, так сказать, не является Россией, но захваченные Осетия, там еще какие там земли захваченные этой пидорасии, должны вернуться Грузии. Понимаете? Должны вернуться, вот как Казахстан будет как бы забирать свои земли, также Грузия будет забирать свои земли. Еще кто там с нами будет граничить, все земли мы вернем по их исторической, так сказать, значимости. По истории мына шын ничек болған тарих, шул тарих буенча без аларны кайтарып бирергә тиешбез. Обязательно кайтарып бирергә тиешбез. Чөнки безне юлыбыз Аллаһ юлында булгач, шын тигез бәрабәрдә бүләбез бөтен әйберне. Тигез бүленәчәк. Нам не нужны, так сказать, на Кавказе осетинские земли вне, так сказать, какой-то непонятной компетенции. Нам конкретно нужны их хозяева. Кто их хозяева? Грузия, Джорджия. Джорджия должна быть своим, так сказать, со своими. Хоть там миллион пусть наций в Грузии будет, нам вообще до пизды должно быть вернуть им земли и все. Как они там разрулят между собой потом, не наше дело. Но, само собой, если у них какой-то бзик появится, бзик какой-то появится, между собой что-то грызануться, ну мы, само собой, должны будем эту тему остановить. А так у них тоже ничего не будет. Такого, пока не будет никакого московского дерьма там. Все у них будет по-нормальному. И таким образом идет заключение тут. Заключение таким образом. Наша сила не в ненависти, наша сила в памяти, культуре, языке. Мы здесь не для того, чтобы разрушать, мы здесь для того, чтобы сохранить. Башкиры и татары имеют полное право говорить о независимости, как и о политическом, культурном, духовном выборе. Мы не просим ничего лишнего, мы просим только то, что принадлежит нам по праву истории. И пока мы продолжаем говорить, пока мы не молчим, наша национальная идея жива, а значит будущее есть. Вот. Поэтому, дуслар туганлар, безнең задача, как говорится, возрождать. Возрождать и как бы добороться до истины, которую начали наши предки и как бы не могли закончить по каким-то разным обстоятельствам. Поэтому есть у нас вариант. Мы сможем, будем стараться. Вот. До тех времен, сколько мы сможем. Без, так сказать, каких-то задних мыслей. Конкретно взять
независимость. Все. Другое нам не интересно, и нам оно и не нужно. Примерно так. Наверное, будем закругляться. Я на сегодня дочитал максимально. У вас уже утро там, наверное. Башкортостанда 7:30. Вижу. У нас, да, Башкортостанда 7:30. Москва до 5:30. А у нас 3:30. Короче, будем закругляться, Дуслар. 3 часа 15 минут я с вами. И в YouTube, наверное, поспать пошли, по YouTube, на работу, может, пошли. В YouTube 3 человека, в ТикТоке 2 человека. Ну, примерно то, что я мог, разъяснил, раскидал по комментариям, ответил. Вот как-то так. Вот так. Тут получаются всякие комментарии непонятные. Василий Иванов. В Татарстан это заяви черт. Ну, я заявляю всем, не только Татарстану. Даже ты же читаешь это или слушаешь. Андрей, ты не разбираешься абсолютно ни в чем. Если ты обижена, все вопросы можешь задать своим представителям власти. Это ты мне? Я херею просто. Каким представителем власти, блядь? Путинососу, что ли? Он мне никто, блядь. Кто он мне, нахуй? Никто, блядь. Чмо болотное. Как и ты такой же. Так. Тут еще тему такую предлагают мне. Вот тут сидите вот в комментариях, мне что-то всякую дичь пишете. Короче, может на следующий эфир мы сделаем так. Заходите, откройте заранее канал себе, YouTube, и выходите на дебат. Обосновывайте каждый свой комментарий. Обосновывайте, почему мы не должны быть независимыми. Там, слава России, блядь, и всякая дичь, короче. Вот кто из вас хочет сделать со мной дебат? Так что в следующий раз мы вот так и сделаем. Кто хочет, как говорится, выходите и обосновывайте свою, так сказать, защиту. В свою защиту, что вы там будете аргументировать. Как говорится, будете аргументировать на вот то, что я вам говорю, там, или какие там эфиры веду, и так далее, и так далее. Вот предъявите мне в лицо. Выходите на YouTube эфир. И в ТикТок, и в YouTube выходите. Вот так. Но больше в YouTube выходить, потому что в России ТикТок не работает. Так что в Ютубе я вас жду на шоу, так сказать, блядь, на дебаты, на ваши вопросы, которые вы мне комментируете, пишите, будем тет-а-тет разбирать это более в расширенном образе. Вот примерно так. Если, как говорится, хочется поговорить, выходите на разговор таким образом, чем писать там комментарии по миллион штук. Ну, примерно так. Ну, тут очень много написали вы, я пиздец нахуй. Чисто такие большие буду читать. Вера Ван Гог. Мои предки захватили ваши земли, но так как они были великодушные, разрешили вам оставить свой язык, разрешили верить в свою религию, уравняли в правах
правах всеми жителями империи. Не знаю, это кому. Земли иртышских кыргызов. Там земли иртышских кыргызов. Ну, если там земли иртышских кыргызов, Иртыш, значит, это до Алтая. До Алтая, если оно до Алтая, значит, это все земли будут, так сказать, разделены с Казахстаном. Поэтому примерно так. Так что, как оно там будет дальше, мы будем по месту уже думать. Так. Так, тогда правил аббасидский халифат. Так. Нет вам прощения за века оккупации чужих земель. Так. А посольство в Волжской Булгарии. Тогда возвращайте веру предков, а не пустынных бедуинов. Это, наверное, вы сами общаетесь. Тогда войнушка за Самарканд велась. У башкиров поскольку жен, как у пророка, 11? Не забывайте, что нельзя испражняться в стоячую воду. Нажимайте слив, когда сыте. Короче, я хз, говорю, дичь какая-то, блядь. Порой даже эти комментарии читать, блядь, мне даже стыдно, блядь, комментарии читать, блядь. Такую дичь пишут порой, пипец, блядь. У него карта 2030 года, где везде тюрки, а я так его понял. Ну, я не знаю, где там везде тюрки, конечно. Там столько размельчили эту карту, там что-то я не наблюдаю тюрков, там само, я уже показывал, тыкал, само сибирское, вот это край, сибирский край, или как там, блять, они сказали, вот это Сибирь, огромная территория Сибири. Кто там будет жить, вот интересно. Давайте вот эту тему еще скажу, вспомнил. Это я чуть-чуть начал говорить, а потом забыл, да? Кто вот в этой сибирской земле, допустим, даже, блядь, поделили Россию пополам, блядь, налево-направо, блядь. Кто там будет рулить? Кавказцы скажут, мы будем рулить. А на той половине скажем, мы, допустим, мы башкиры, мы будем рулить. Или там Саха-Якутия будет, мы будем рулить, скажут. И чё? Это вот, представьте, да? До мелочей разделили. Один черт, блядь. И разделили на огромной территории. Тоже один черт. Потому что неправильное деление идет там. Неправильное. Эти деления, блядь, они дадут, так сказать, конкретную вот эту потасовку, уж мягко сказал, блядь, войну в дальнейшем, через какое-то время, когда какая-то мразь захочет, блядь, нахуй, захватить еще какие-то земли. А такое будет всегда, блядь. Долбоебов будет хватать всегда там, допустим, 5 веков нормально проживешь, а потом появится как вот этот путиносос ебаный нахуй. Еблан, блядь. Опять дерьмо пошло. Опять экспансии всякие по землям. И потом опять. Это не закончится нахуй. Вот оно, чтобы закончилось, нужно до ума довести вот эти земли, которые я примерно предполагаю, большие земли. Разделиться на большие земли
И эти большие земли уже, как говорится, сложно будет их, так сказать, под себя загнуть. А маленькие, вот батут, которые я вам показал, маленькие, оранжевые, синие, желтые всякие, там, Абакан, Мабакан, что-то еще, блин, вот это Алтай, блин, Тыва, блядь, это будет писец полный, я вам скажу, блядь. Если оно вот таким образом разделится, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, мелко, блядь, это будет междуусобные войны однозначно, блядь. Да там запаришься, кому помогать, блядь. Там даже люди, которые будут жить рядом по соседству, не смогут помогать. Почему? Потому что, блядь, или этой стороне помочь, или этой, блядь. Там будет неразбериха жесткая, блядь. Поэтому и нужны какие-то куски земель более крупного размера. Вот так, как бы, раз размер, два, три, вот так, блядь. На несколько частей только разделить нужно эту пидорасию. На несколько только, а не на миллион частей, блядь. Ну, надеюсь, я объяснил. Не нужно создавать командные места от всех, вот, так сказать, как это, представителей этой пидорасии, от всех. Нет. Нужно составлять именно крупногабаритные земли, где будет внутри этих земель уже другие, так сказать, там, религии или национальности, или какие-то другие вот люди. Примерно так. Вот как раз эту тему нужно брать примером вот здесь, вот, как в Европе, что, допустим, в одну комнату они могут поставить, допустим, одна мораль есть, допустим, одного черного, одного белого как бы, подселить, а другая мораль диктует у них не разделять, точнее, блядь, не делать баламутство, вот это, шум лишний. А если там, допустим, черный, к нему подселить черного, если белый, белого. Все, вот такое есть деление. А если делить по признаку того, что, блядь, ну, так сказать, наказать, издевнуться, то получается тот вариант, когда все, копка, все и в одну кучу, все, без разбора. Вот примерно так. Надеюсь, тоже объяснил. Так что такие дела, Дуслар. Будем, короче, закрываться, наверное. Тут 2 человека было, сейчас тут 13 человек становится. Хз. Гном, о чем вещаешь, охранник бородач? Гном, блядь, я охуею, блядь. Гномы у вас там в лаптях ходят. А что, и гномов тут нету? Все, Туанар, закругляемся. Э, Завтра, ну, завтра, сегодня уже, блин, попробуем тоже эфир сделать, если будет какой-то вариант сделать. А так этот, на сегодня все пока. Вечером завтра, точнее, блядь, сегодня уже, сегодня вечером подумаем. Вот так вот. Так что всем танащуко. Будем закрываться потихоньку, округляться. ТикТок 1 человек, Рахмат, а YouTube получается 7 человек. То увеличивается, то меняется. Будем закрывать тогда ТикТок. Огромное спасибо всем, кто был в ТикТоке. И будем YouTube закрывать. Примерно так. Ну, 196 зрителей было в ТикТоке. Это я проверял сегодня новый ТикТок. Ну, не новый, но ТикТок другой, который больно не пользуюсь. Ну, нормально. Потому что ТикТок уж такой. Тут получается 3,5 часа я. Все. Рахмат всем.
Этот, спокойной ночи, будем закрывать. 3,5 часа я здесь был. Всем спокойной ночи.